Мы рады всех приветствовать, всех тех, кто собрался на нашей онлайн-коммуникативной площадке, которая посвящена, наверное, самым главным ответам на те вопросы, которые вы сформулировали самостоятельно в сентябре 2021 года. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы сегодня с нами. Но я думаю, что с удовольствием могу представить вам свою коллегу Светлану Николаевну Штекляйн, первый проректор нашего института. И вот мы сегодня с ней вдвоем постараемся ответить на те вопросы, которые поступили от вас, от профессионального сообщества. Ну и как-то, возможно, если это получится, развернуть такой профессиональный диалог на нашей онлайн-площадке. Поэтому, уважаемые коллеги, если вопросы у вас будут поступать, возможно, какие-то комментарии будут поступать, вы смело их можете писать как в чате, так и во вкладке «Вопросы», потому что мы в любой момент сможем дать более развернутый ответ или конкретизированный ответ на те вопросы, которые у вас будут. Поэтому еще раз приветствуем всех, да, благодарим за ваше приветствие. Ну и, наверное, начнем мы нашу конференцию с очень приятных таких вещей. Первое – это то, что мы хотим от всей души поздравить вас с наступающим профессиональным праздником, Днем воспитателей и всех дошкольных работников, который состоится у нас 27 сентября. И чтобы этот праздник продлился, продолжился, мы приглашаем вас 28 сентября на нашу демонстрационную дискуссионную площадку, которая будет посвящена новым идеям для развития нашего дошкольного образования. Эта площадка будет проходить в очном формате, и мы наконец-то сможем увидеть друг друга, пообщаться, и я думаю, что развернуть интереснейшие профессиональные дискуссии. Поэтому программа площадки, она будет отправлена вам всем, но уже сейчас мы приглашаем и уже анонсировали ранее именно деятельность нашей площадки, поэтому приходите, приезжайте, мы всегда очень рады видеть вас, ну и я думаю, что мы начнем. Да, Светлана Николаевна, если только что-то, может быть, хотите еще Да, коллеги, сказать. уважаемые, приветствую вас всех, очень приятно снова встретиться с вами на такой нашей площадке, которая сегодня посвящена вопросам на ответы, вернее, ответам на вопросы, да, о дошкольном образовании. И нам очень приятно сегодня работать с вами. Мы ждем от вас очень еще более интересных и, наверное, очень важных вопросов, которые вас волнуют. Постараемся ответить на все интересующие вас вопросы. Может быть, где-то мы можем даже в рамках вот такого общения развернуть какую-то небольшую дискуссию. Поэтому, если у вас будут какие-то возможные варианты, да, мнений, взглядов, вы также в чате можете писать, мы оперативно это как бы рассмотрим и постараемся как бы все осветить. Уважаемые коллеги, еще Татьяна Валерьяновна уже сказала, большое ей спасибо за то, что действительно мы 28 сентября вас всех ждем на нашей площадке, которая проходит в рамках форума. Ежегодно форум проходит такой как масштабный форум, связанный с привлечением направлений различных как бы систем образования, в том числе дошкольного образования, с привлечением федеральных и региональных спикеров и достаточно интересных возможностей для всех. То есть площадок очень много, но мы, естественно, приглашаем вас на нашу площадку и постараемся как бы развернуть определенные диалоги, которые, наверное, как продолжение, да, сегодняшней онлайн-конференции будут иметь место быть. Спасибо большое, и мы начинаем. Да, да. Да, спасибо, да. Спасибо, Дмитрий Валерьевич. Это наша техническая поддержка, которая всегда нам помогает, поэтому мы тоже искренне всегда благодарны нашим специалистам института. Уважаемые коллеги, но вот для того, чтобы у вас сложилась как бы полная картина, какие вопросы к нам поступили и о чем сегодня мы предполагаем развернуть наш профессиональный диалог, вы можете посмотреть вот сферу интересов именно на момент сентября 2021 года от нашего профессионального сообщества. И вы здесь видите, что вопросы, они касаются разных, так сказать, направлений, наверное, развития системы дошкольного образования, но и больший интерес, то есть порядка 30% от всех поступивших вопросов было именно
были именно вопросы, посвященные программе воспитания. Поэтому мы начнем, наверное, именно с этого момента. Суть очень простая, то есть вопросы мы будем зачитывать, и, да, потому что среди вас есть авторы этих вопросов. Естественно, что каждый хочет услышать ответ на свой вопрос, ну и, соответственно, будем разворачивать как-то свои размышления и рассуждения. Также вопросы у нас были связаны и с качеством дошкольного образования, и с современным образовательным процессом, и с компетенциями современных педагогов, потому что требования все возрастают ежегодно, наверное, к педагогам, как быть сегодня, как работать сегодня, ну и ряд других вопросов, которые вы тоже задавали. Поэтому позвольте начать, и мы тоже приветствуем всех, видим, что к нам подключилась и Российская Федерация, поэтому очень рады коллегам из Владимирской области, коллегам из Московской области. Поэтому, уважаемые коллеги, мы начинаем. Итак, о программе воспитания. Этот вопрос волнует не только нас с вами, волнует, наверное, все профессиональное сообщество, всю науку, всю теорию, всю и практику. Поэтому, прежде чем отвечать на ваши вопросы, я расскажу небольшую предысторию. Я думаю, что Светлана Николаевна мне позволит это сделать, потому что мы с ней непосредственно наблюдали за всем этим процессом, начиная еще с ноября 2020 года. Вы знаете, уважаемые коллеги, когда в июле 2020 года вышли поправки к закону об образовании, где шла речь о том, что в образовательных организациях должны быть разработаны программы воспитания, ну, они называются там в соответствии с этим законом рабочие программы воспитания, мы как бы эту новость приняли очень спокойно, да, Светлана Николаевна, потому что мы прекрасно понимали, что все наши образовательные программы, наша примерная основная образовательная программа, вариативные авторские комплексные программы, они как раз именно построены на основе воспитания, потому что воспитание – это и есть основной процесс, который происходит в детском саду, и если в детском саду работают воспитатели, то их основная функция – это именно воспитывать детей. Мы как бы это все прекрасно понимали и, честно говоря, не думали, что как-то это коснется дошкольного образования. В ноябре 2020 года был большой всероссийский съезд работников дошкольного образования, где во всеуслышание Татьяна Владимировна Волосовец, и многие из вас были участниками этого съезда, она на пленарном заседании вот также в диалоге сказала, что нецелесообразно разрабатывать для дошкольных образовательных организаций отдельную программу воспитания, поскольку воспитание является неотрывным процессом от обучения и от развития в детском саду. И мы тогда как регион, да, Светлана Николаевна, наша площадка, мы выдвигали предложение в резолюцию этого съезда, мы поддержали мнение Татьяны Владимировны, ну и как бы вот мы даже не думали, что ситуация может развернуться так, как она развернулась сейчас. В марте месяце была всероссийская конференция, посвященная качеству дошкольного образования. Она проходила в городе Санкт-Петербург, и там профессиональное сообщество, оно также сделала свои предложения, чтобы донести до министра просвещения позицию профессионального сообщества о том, что отдельный документ для детских садов не нужен. Ну, вот мы были очень спокойны, и где-то, наверное, в апреле месяце, прошу прощения, еще немножко раньше, в феврале месяце, Институт изучения детства, семьи и воспитания, город Москва, от Российской академии образования, он, значит, обратился с предложением к дошкольным образовательным организациям, чтобы войти нашим детским садам Российской Федерации в единую федеральную сетевую инновационную площадку, которая будет посвящена разработке программы воспитания. И где-то в апреле, наверное, были заключены соглашения двухсторонние или трехсторонние даже с нашими детскими садами. В Республике Коми у нас 3 таких детских сада, которые являются именно официальными инновационными площадками Института изучения детства, семьи и воспитания, предметом деятельности которых именно была экспертиза и апробация примерной программы воспитания. Мы предполагали, что весь процесс пойдет очень спокойно, очень как бы равномерно, размеренно, потому что в соглашениях о сотрудничестве, то есть в соглашениях о том, чтобы проводить экспертизу и апробацию примерной программы, стоят сроки 31 декабря 2022 года. То есть до 2022 года, до конца, как мы предполагали, как это было раньше, как это было с примерными программами воспитания для школ, что сначала будет какой-то промежуток для апробации, для экспертизы. Это совсем не означает, что примерные программы
в том варианте, в каком они есть, должны использоваться практиками, но ситуация пошла совсем по-другому. Ситуация пошла, мы не знаем, почему так произошло, особенно она накалилась в августе месяце 2021 года, и вот сразу же забегаю вперед, вчера состоялся в Общественной палате Российской Федерации круглый стол как раз по обсуждению примерной программы воспитания для детских садов. Примерная программа воспитания была одобрена 1 июля 2021 года учебно-методическим объединением, федеральным учебно-методическим объединением и размещена на сайте Института изучения детства, семьи и воспитания. Вы ее многие, скорее всего, видели. Мы ее видели 3 варианта этой программы. Сейчас там размещен более-менее приемлемый, я бы так сказала, хотя бы структурно вариант программы. И, соответственно, широкого профессионального обсуждения данной примерной программы воспитания среди профессионального сообщества не было. И получилась ситуация такая, что за 2 месяца необходимо было нашим детским садам разработать свои примерные программы. И вот вчера тот круглый стол, который состоялся в Общественной палате, я бы, наверное, так назвала его. Я думаю, что сообщество уже, поскольку все всколыхнулось, и разговоры эти идут, и официально идут разговоры, о том, что вчера была представлена экспертиза этой примерной программы воспитания. Я могу сказать на сегодняшний день точно, как тоже представитель науки, что данная программа нуждается в очень серьезной доработке и корректировке. Поэтому детские сады пока на сегодняшний день никак не могут брать тот вариант примерной программы. Я думаю, что в ближайшем будущем нам стоит ожидать каких-то решений на федеральном уровне о том, что возможно, апробация примерной программы воспитания, она еще будет в течение 2021-2022 года, и только после этого, возможно, уважаемые коллеги, она будет предложена для детских садов. В каком виде, в каком варианте, это вопрос открытый на сегодняшний день. Поэтому это вот такая небольшая предыстория к нашим ответом на вопросы. Поэтому мы, как и стояли на позициях, что не надо торопиться с разработкой отдельных документов в детских садах, так мы, в принципе, на этих позициях и стоим, потому что нормативных оснований, то есть нормально составленной с точки зрения науки, с точки зрения практики, примерной программы воспитания, ее на сегодняшний день, нет, можно так сказать. Методические рекомендации по разработке своих программ воспитания в детских садах, они выпущены. Но я вам скажу больше. По итогам вчерашнего круглого стола вообще встает очень острый вопрос о том, о целесообразности и необходимости разработки отдельной программы воспитания для дошкольных образовательных организаций. То есть то, о чем мы говорили еще в ноябре 2020 года, этот вопрос снова поднимается, поэтому я предлагаю нам не торопиться, это как бы мое профессиональное мнение, я предлагаю нам не беспокоиться, и вчера тоже прозвучало, и это прозвучало из уст представителя Российской академии образования о том, что в течение года, то есть 2021-2022, будут неправомерными требования как он правильно называется, Оборнадзора, к наличию рабочих программ воспитания в детских садах. Поэтому мы ждем официальных документов, которые в принципе есть, уважаемые коллеги, в принципе в законе новом, который дополнение к закону образования, эта ситуация, она хорошо описана, но вот почему-то она получила немножко не тот крен. Поэтому мы как бы предысторию вам рассказали, все профессиональное сообщество обсуждает очень остро все вопросы в различных социальных сетях, и тот круглый стол, который происходил вчера, вы можете посмотреть, так прямо и в поисковой строке набираете «круглый стол по обсуждению примерной программы воспитания в детских садах». И я думаю, что выводы вы сделаете прекрасно самостоятельно сами. Но мы начинаем отвечать на вопросы, которые поступали у вас. Я прям зачитываю вопрос, и, соответственно, уже как бы мы начинаем отвечать. Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации уже включает в себя аспекты воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Насколько актуально и необходимо разрабатывать отдельно программу воспитания в дошкольной образовательной организации. Все новшества по разработке программы воспитания касаются школ, так как у них
Ну и дальше, видимо, вопрос оборвался, так как у них процессы воспитания в последнее время, наверное, автор хотел сказать, что они заставляют задуматься о многом. Да. Актуально. Поэтому вот такой вопрос, я не знаю, если как бы мне кажется, что мы уже на него ответили, то есть насколько целесообразно создавать. Мы созвучны с тем, что процессы воспитания, развития, обучения, они едины, разрывать их нет смысла, и делать какие-то отдельные документы лично я не представляю вообще целесообразным. Поэтому, Светлана Николаевна, я думаю, что вы дополните. Да, спасибо, Татьяна Валерьяновна. Я думаю, коллеги, последующие вопросы, они, в принципе, об одном и том же, да, за редким исключением. Поэтому мне бы хотелось как бы резюмировать так все как бы вышесказанное. Значит, коллеги, действительно, у нас ситуация, она вот такая, какая есть, которая на сегодняшний день сложилась. И мы думаем о том, что все равно у нас есть определенные периоды еще для того, чтобы данная программа дорабатывалась, да, которая уже размещена и как бы вошла в деятельность примерная программа, примерная рабочая программа воспитания для дошкольных образовательных организаций. То есть есть как бы официальный этап, который сегодня нам говорит о том, что в этом этапе идет апробация, доработка содержания, да, вопрос о как бы об обновлении, наверное, этой программы. Поэтому я думаю, что, конечно, этот период нам дан не зря, то есть период, значит, апробации и внесения в содержание определенных изменений. Я думаю, что и нам, как всему педагогическому сообществу, нужно очень хорошо к этому вопросу подойти и также отработать какие-то интересные моменты, связанные с процессом воспитания, для того, чтобы мы тоже могли предложить определенную структуру, содержание данных вариантов программы, которые могут войти, если она все-таки будет выступать в качестве документа, чтобы, по крайней мере, мы понимали, да, понимали, вернее, ее целесообразность, как вот вы тут в своих вопросах очень много пишете целесообразности, да, и понимали вообще, каким образом она может встроиться в образовательную программу прежде всего, и второе, в образовательный процесс. Поэтому этот период нам дан не зря. Я думаю, что та программа, которая уже утверждена и вышла в свет, она, безусловно, является примерной, как она и звучит, да? Поэтому есть возможность еще раз и еще раз вернуться к ее содержанию, обсуждать на наших площадках с профессиональным сообществом и выдвигать определенные предложения. Вот у меня такое как бы резюме, потому что действительно сегодня как бы этот вопрос еще однозначно не закончен. И рассмотрение его еще остается для всех, для нас как бы еще пока не законченном, в незаконченном варианте. Очень актуально, и вот мы хотели 28 сентября на нашей площадке, там на одной из таких дискуссий, интерактивных сессий, панельных и так далее, как раз хотели обсудить не даже программу воспитания, потому что там как бы обсуждать-то в принципе нечего, а именно те проблемы, которые на сегодняшний день характерны, то есть что не хватает нам в детских садах, почему такие пробелы в воспитании у тех школьников, да, которые сейчас есть на самом деле, то есть что происходит. Вот как бы такие точки соприкосновения, конечно, хотелось бы сделать. Вот, спасибо, Светлана Николаевна. И вот здесь как бы еще есть ряд вопросов вот о жестком планировании. Сейчас, да? Нет, до этого, да. О разработке рабочей программы воспитания. Оставили этот вопрос до 1 сентября 2022 года по северо-западному региону. Хотелось бы окончательно решить вопрос о необходимости этого документа в детском саду. Нужна ли эта программа? Но, уважаемые коллеги, я думаю, что в ближайшее будущее нам просто следует ожидать официальных документов. Пока данных официальных документов нет. Но я думаю, что все к этому идет. Дальше следующий вопрос. Не закрепляет ли программа воспитания и календарный график жесткое календарно-тематическое планирование, от которого мы старались уходить согласно подходам нашего федерального государственного стандарта, поддерживая интересы детей? Конечно, закрепляет. Поэтому, естественно, что вот сейчас, пока я слушала Светлану Николаевну, пока вчера шел этот круглый стол, вопрос первый, да, то есть должна ли быть вообще отдельная программа воспитания? Вот сейчас этот вопрос будет решаться уже не на региональном уровне,
он будет решаться на федеральном уровне. То есть если примется решение всем профессиональным сообществом, Министерством просвещения о том, что отдельная примерная даже программа воспитания не нужна для детских садов, мы с вами об этом узнаем. Если примется решение, что примерная программа воспитания, ее содержание, может быть, как-то вольется в примерную образовательную программу дошкольного образования, которую мы берем за основу для разработки своих образовательных программ, мы тоже об этом узнаем. Это первый момент. Если все-таки решение будет принято, что отдельный документ будет создан, вот я сейчас обращаюсь к нашим площадкам инновационным, которых у нас 3 в Республике Коми, по Российской Федерации их более 500. Это большая мощь профессионального сообщества. Пожалуйста, уважаемые коллеги, на ваши плечи, если этот вопрос останется, да, что все-таки примерная программа воспитания будет, и апробацию проводить будете именно вы, пожалуйста, очень серьезно подойдите к вопросам экспертизы и апробации того содержания, которое предлагается. Вчера на круглом столе выступали некоторые регионы, которые говорили о том, что этот примерная программа воспитания, она создана именно на основе их разработок. Но если она создана даже на основе их разработок, почему так много нареканий у представителей науки, у представителей практики на то содержание, которое заложено в этой примерной программе воспитания? Поэтому, уважаемые коллеги, наши инновационные площадки, пожалуйста, мы вас очень просим, внимательно, аккуратно. Вы помните, что степень ответственности вот этой инновационной деятельности, она будет в том числе и на вас. Поэтому, если будет нужна наша помощь, наша поддержка, если сложится так, что все-таки документ останется, мы всегда рядом. Ну и естественно, что календарное жесткое планирование, жесткий план-график, это, оно должно уйти, потому что процессы воспитания, их нельзя разделить. С 15:00 до 16:00 мы занимаемся процессом воспитания, потому что мы проводим какое-то событие или мероприятие, а в 7:30 утра мы не проводим и не занимаемся процессом воспитания. Но вы же понимаете, что это не совсем так и даже далеко не так. Ну и вот здесь то, что касается вопроса, связанного с тем, что нет методических рекомендаций к разработке, я думаю, что они, вы уже поняли, что они есть. Просто единственное, что не нужно сейчас на данный момент торопиться с разработкой того документа, который очень-очень пока еще спорен. И с этим же связан вопрос, планируется ли в ближайшее время семинар по разработке рабочей программы воспитания. Я вам вот от себя лично могу сказать, что я бы за такое содержание не взялась. То есть учить сейчас тому, не зная чему, мы прекрасно понимаем, что в течение этого года проходили различные мероприятия по обучению, по составлению рабочих программ воспитания на уровне Российской Федерации от, я бы так сказала, коммерчески заинтересованных лиц. Поэтому если вы даже учились на них, и мы знаем, что это действительно так, но вы должны прекрасно понимать, что на основе чего вы будете составлять эти программы воспитания. На основе примерной программы воспитания, содержание которой нуждается в доработке, на основе методических рекомендаций к этой программе, которая нуждается в доработке, поэтому делайте выводы, пожалуйста, самостоятельно. Не знаю, коллеги, у меня все о программе воспитания, поэтому если самое основное мы сказали, если у вас есть еще какие-то вопросы, что-то, может быть, мы не смогли до вас донести, вот те, кто задавал эти вопросы по программе воспитания, или те, кто нас слушает, у нас порядка 70-80 человек сейчас присутствует, если что-то еще вы хотите спросить, пожалуйста, спрашивайте. Мы с удовольствием ответим на эти вопросы. Вот в чате можно написать, может быть, какие-то сомнения. И мы прекрасно понимаем, что это все надо обсуждать. Потому что, например, Светлана Николаевна, поскольку мы коллеги, и много лет работаем вместе, мы очень часто обсуждаем разные вещи. Понятно, что трудовое воспитание, оно в школе было упущено, и где-то сейчас это нужно для школы, и там этот целый раздел есть. Понятно, что у нас начало этого обязательно должны быть в детском саду, да, эта вся линия понятна. Но, например, я уже с Светланой Николаевной тоже говорила, меня очень смутило, что в примерной программе воспитания есть прям четкая задача, связанная с тем, что, например, дети должны обращаться ко взрослым на «вы» и называть по имени-отчеству. То есть такие простые, очевидные вещи, если мы уже вносим это в программный продукт, то что тогда происходит на местах с процессом воспитания?
То есть мы тогда чему что даем-то, передаем, какое поколению какое воспитание. То есть здесь, конечно, надо обсуждать, поэтому вас и приглашаем 28 сентября, чтобы делать какие-то определенные выводы и так далее, и так далее. Поэтому, если вы позволите, мы перейдем дальше. Ну и поскольку программа воспитания, она все-таки будет ли являться документом детского сада, как сейчас является таким документом нормативно-правовым основная образовательная программа дошкольного образования, здесь поступило у нас 3 вопроса по другим документам. Поэтому один из вопросов, он очень хороший. Славненька, с какого начнем? Да, по порядку, наверное. Да, вот смотрите, у нас есть вопрос, спасибо автору, который задавал этот вопрос, перечень документации, который должен быть у воспитателя детского сада. Вот вопрос замечательный, поэтому Светлане Николаевне предоставляю слово, потом я дополню, если что-то. Уважаемые коллеги, значит, мы все работаем в нормативно-правовом поле, да, в законодательном поле. У нас основной закон – это закон об образовании в Российской Федерации. Вот согласно этому закону у каждой образовательной организации, да, есть образовательная программа дошкольного образования. И согласно законодательству она составляется, да, разрабатывается, утверждается в дошкольной образовательной организации. Основная образовательная программа дошкольного образования – это основной документ, который есть в детском саду. И если в вашей основной образовательной программе прописан перечень документации, который должен быть, как вы считаете, у педагога, то значит, соответственно, он такой и будет. Если же в вашей основной образовательной программе этого перечня нет, то основным документом в деятельности воспитателя является основная образовательная программа, в которой прописано все. И модель образовательного процесса, и содержание, и режим жизнедеятельности детского сада, да, и какие-то подходы, и технологии, которые вы применяете в процессе, и все. То есть, конечно, возможно, какие-то детские сады еще включают какое-то планирование в деятельность педагога, но это все только происходит по согласованию педагогического коллектива и заносится в основную образовательную программу. Вот такой мой ответ. Ну, я, наверное, дополню. Я автора вопроса очень хорошо понимаю, потому что еще, если я не ошибаюсь, год назад для учителей был выпущен нормативный документ, который закреплял, какие документы должны быть у учителя. Это действительно так, вы можете тоже посмотреть. Там прям перечень, по-моему, из 4 пунктов состоит, что вот только эта документация должна быть у учителя. Для педагогов такого документа нет. Поэтому, да, Светлана Николаевна правильно сказала. Я не думаю, что он будет. Светлана Николаевна правильно сказала, что вы самостоятельно определяете, как организация, перечень тех документов, которые вы можете спрашивать у воспитателя. Это первое. Ну и второе. Вот очень хорошо, что сейчас проходит наша пресс-конференция, потому что как раз с 16 по 30 сентября, уважаемые коллеги, министр просвещения Сергей Кравцов, он открыл горячую линию как раз по сбору предложений, именно предложений, да, то есть что мы предлагаем, что вы предлагаете, по сбору предложений о снижении бюрократической нагрузки на педагогов. Эта линия открытая, она прям вот на сайте Министерства просвещения размещена, адрес электронный есть. Поэтому, уважаемые коллеги, вот кто интересуется этим вопросом, если у вас есть какие-то предложения к министру просвещения, к Министерству просвещения, вы просто их напишите и отправьте на этот адрес. Если вы думаете, что нас не слышат таким образом, я вам с уверенностью могу сказать, что нас слышат. И Сергей Кравцов, он лично сам знакомится с этими сообщениями, с этими предложениями. Поэтому, пожалуйста, все на сегодняшний день в наших руках. Но надо давать конструктивные какие-то интересные предложения. Если вы устали от вала документации, если вы устали от количества непомерных требований, давайте сделаем предложение, потому что мы тоже будем делать предложение, и, соответственно, пожалуйста. То есть вы самостоятельно можете это сделать. Вот я бы, наверное, так добавила еще сюда. Хотя, я говорю, мы сами иногда создаем в себе сложности, сами создаем в себе проблемы, да, потому что основной нормативный документ – это именно образовательная программа дошкольного образования.
Еще можно дополню? Конечно. Уважаемые коллеги, совсем недавно была встреча онлайн с нашими лауреатами конкурса «Воспитатель года». Да, и там этот вопрос обсуждался на уровне всех субъектов Российской Федерации, там, о загруженности наших педагогов, о том, что большой объем какой-то документации идет, отчетов и прочих других вещей. Вы знаете, вот когда как бы послушаешь и другие субъекты, какая документация вообще существует в рамках деятельности воспитателя, действительно делаешь вывод о том, что где-то достаточно как бы перекос есть, да, в других субъектах в сторону документации. Вот как бы мое, наверное, может быть, субъективное мнение, что в нашей республике такого перекоса большого нет. Да, есть документация, возможно, которая с точки зрения управленческих механизмов, да, требуется от воспитателя детского сада. Причем, конечно же, организация самостоятельно на нее выходит, но это связано, может быть, с каким-то процессом обновления содержания, либо там инновационным процессом, либо еще какими-то вариантами внедрения чего-то нового в рамках образовательной программы. Возможно, это может иметь место быть. Но в целом я бы не сказала, что в Республике Коми такая проблема существует. То есть, в принципе, я считаю, что мы все равно подходим разумно с точки зрения вот, выбора документации для воспитателя. Поэтому в этой части я считаю, что у нас как бы вот нет такого большого объема документации, которая заставляет педагога постоянно что-то там заполнять и так далее. Вот я вот это бы еще прокомментировала. Спасибо, Светлана Николаевна. Ну и здесь как бы следующий вопрос, который поступил, вот он так и звучит. Правомерность требований учебных планов и рабочих программ в дошкольной образовательной организации. Спасибо автору за этот вопрос, но здесь наша позиция, ну, моя персональная позиция, она давно была известна, наверное, всему профессиональному сообществу, что учебные планы, учебные календарные планы, графики, рабочие учебные программы, да хоть как их назовите, пусть даже просто рабочие программы, это прерогатива школы. Это первое, да. Нормативное основание тоже у нас для этого очень хорошее, и мы всегда об этом говорим, что закон об образовании, статья 12, пункт 6, она как раз и говорит о том, что образовательная программа дошкольного образования, она делается образовательной организацией самостоятельно, с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и примерной основной образовательной программы. Те, кто знают структуру образовательной программы, которая заложена в стандарте и в примерной программе, там нет ничего связанного с теми документами, о которых идет речь, с рабочими программами, учебными планами и так далее, и так далее. Если вы посмотрите примерные программы школ, если вы посмотрите даже обновленный вариант стандарта для школ, то там прямо в структуре есть, что обязательно должны быть рабочие учебные программы, учебные планы, потому что в школе это нагрузка, да, Светлана Николаевна, в школе это итоговая аттестация, в школе это ряд других моментов, которых нет у нас в детском саду. Ну и самое главное, в детском саду нет учебной деятельности. Это первый момент. Ну и второй момент, тоже такие подвижки очень радуют, потому что сейчас, я думаю, тоже вы слышали, что сейчас в течение этого года, 2021-2022 год, будет подготовка, я бы так сказала, учителей к введению новых стандартов по начальному общему образованию, по среднему общему образованию, потому что с 1 сентября 2022 года будут вводиться новые стандарты по школе. И вот в течение этот год как бы будет подготовительный, и уже сейчас, представляете, вот в сентябре уже размещены, идея какая? Идея такая, что для школы будет единая типовая программа, не знаю, как бы, насколько это нужно, важно, но единая типовая программа, как бы, и единые проекты рабочих учебных программ по каждому предмету. И вот сейчас в сентябре месяце уже эти проекты рабочих учебных программ размещены для обсуждения. То есть суть очень простая. То есть, например, учитель физики, учитель биологии, он берет вот этот проект, который разработан Федерацией. Если он не желает что-то дополнять туда свое, значит, он берет и работает по этому проекту, готовому проекту рабочей учебной программы по своему предмету. Если он желает, он делает свой. То есть вот линия, она пока сегодня видится такая, потому что и учителя в том числе, они буквально стонут от большого количества
бумаг. Но здесь я бы еще, может быть, дополнила этот вопрос, знаете, с чем связан? Потому что у нас есть ГИСЭО, Государственная информационная система электронное образование, где, к сожалению, она такая тоже очень тяжеловесная, я бы так сказала. И там, конечно, все вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, в ГИСЭО совсем не так. То есть там четко прописано, какая должна быть нагрузка у воспитателей, какие они занятия ведут. Поэтому я предполагаю, что, конечно, это все тоже должно меняться. Хотя в свое время, когда была апробация ГИСЭО лет 5-6 назад, мы вносили эти предложения, что не надо вот так каждому воспитателю точковать в ГИСЭО, сколько занятий он провел. Но вот как сложилось, так сложилось. Не мы, разработчики этой программы, да, ну вот не были услышаны. Это вот такой ответ на этот вопрос. И можно еще дополнить? Сейчас, секундочку. Уважаемые коллеги, здесь вы пишете, что нет звука, но у нас со звуком все в порядке. Поэтому здесь как бы возможно обновление страницы. Но наша техническая служба сейчас посмотрит, но у нас вот все маркеры показывают, что со звуком все очень хорошо. Поэтому, уважаемые коллеги, сейчас, Светлана Николаевна, извините, пожалуйста, кто нас, да, слышно отлично, я тоже думаю, что у нас все в порядке. Поэтому те, кто нас пока не слышит, это связано со скоростью вашего интернета, с тем браузером, через который вы зашли на конференцию. Поэтому, пожалуйста, просто обновите страницу, либо зайдите через другой браузер на мероприятие. Благодарим за понимание. Светлана Николаевна, да. Уважаемые коллеги, еще возвращаясь к вопросу об учебных планах и рабочих программах, как бы хочется сказать о том, что если мы понимаем, да, что такое учебный план вообще в целом, то мы должны понимать, что это определенный базис. Базисные учебные планы, они как бы, собственно, зависят от того, от своей структуры, от своей специфики, да, и, безусловно, они как бы приводят к единству понимания каких-то объемов нагрузки на ребенка прежде всего и так далее. У нас с вами вот такой вот какой-то структурной части, либо какого-то документа, который регулирует объемы нагрузки, да, кроме нашего СанПина у нас как бы ничего нет. Поэтому строить базис с точки зрения, да, вот, определенных выходов, связанных с тем или иным объемом содержания, наверное, как бы вот оно для нас очень бессмысленно, да, то есть как бы мы ни пытались, мы все равно не сможем подойти к варианту вот построения этого базиса, то есть он просто будет рассыпаться, даже если мы очень захотим. Это вот первое. Поэтому его и нет по сущности, да, то есть у нас нет таких базисных учебных планов, и вообще понятие учебного плана у нас напрочь должно отсутствовать, потому что мы просто априори его не сможем с вами построить, мы просто не сможем. И все сводится к тому, когда мы начинаем строить, будем так говорить, что кто-то начинает строить, да, эти базисные учебные планы, то получается, что мы возвращаемся все время вот к тем видам, вернее, 2-3 занятий, да, которые в рамках нашего старого расписания, что ли, да, они как бы были. Но это ведь не так, потому что вся образовательная деятельность, она строится в течение всего периода пребывания ребенка в детском саду. И, соответственно, как бы заложить это в какие-то объемы, просто невозможно. Поэтому вопрос, он как бы сам собой должен отпадать, да, по поводу учебных планов. То, что касается рабочих программ, да, то еще раз мы повторяем и много раз об этом говорим, и на всех встречах мы об этом говорим, что для дошкольных образовательных учреждений есть основная образовательная программа, в которой прописано все. И поэтому, если педагог работает в группе по возрасту он берет эту группу, да, соответственно, и образовательная программа описывает ему все, что связано с этим возрастом, начиная с психологических особенностей и заканчивая теми предполагаемыми результатами, к которым должен прийти наш педагог. Поэтому какая еще нужна рабочая программа, очень сложно сказать. И опять априори мы, получается, из нашей основной образовательной программы что-то переписываем в рабочую программу. То есть это процесс, который никого не устраивает сегодня. Все-таки 21 век на дворе, и надо думать о том, что лучше качественно работать с детьми в той основной образовательной программе и достигать определенных результатов своей профессиональной деятельности, нежели бесконечно переписывать нашу основную образовательную программу. Поэтому мы всегда стоим на этой позиции. Я понимаю, что есть небольшая коллизия между
проверками, да, различных органов управления и, предположим, значит, теми фактами, которые на самом деле сегодня как бы у нас существуют, но тем не менее мы должны всегда находить выход, разумный выход из вот каких-то определенных ситуаций, и у нас есть нормативно-правовое поле, в котором мы всегда, в общем-то, можем найти тот аргумент в пользу, прежде всего, развития и функционирования дошкольной образовательной организации. Ну, да, и еще как бы здесь два момента, потому что вот вопрос тоже поступил, почему при проверке Министерства образования требуют учебный план, рабочие программы. Спасибо вам, уважаемые коллеги, за него. Здесь дело в том, что когда мы консультировались с юристами по образовательному праву, ну, этот вопрос у нас стал, когда о целесообразности программы воспитания стали мы говорить с нашими коллегами из Российской Федерации, анализировать эти вещи. И здесь ответ очень простой. В законе об образовании, на который ссылаются, к сожалению, представители, да, на первую, на вторую статью, где идут понятия, это, как вам сказать, это относится вообще ко всей системе образования. В законе об образовании невозможно прописать, что, например, для дошкольного образования там, или запятую поставить, кроме дошкольного образования. Поэтому все надеются на благоразумность людей, которые работают в системе образования, поэтому если вы прекрасно понимаете, что этого нет, то не надо это делать. Это первый момент. И второй момент. Знаете, мы бы так, может быть, со Светланой Николаевной не утверждали, если бы до введения федеральных государственных требований, да, до введения нашего стандарта, когда у нас еще все-таки главенствовала такая знаниевая учебная модель, мы бы со Светланой Николаевной не были разработчиками методических рекомендаций как раз по разработке рабочих программ. Поэтому мы прекрасно знаем, что там в конце каждого занятия обязательно должны быть некие результаты, которые выражаются в знаниях, умениях, навыках. Ну как мы сейчас можем это пропагандировать, если это не соответствует даже федеральному государственному образовательному стандарту? Это так. Поэтому, уважаемые коллеги, вот кто вопросы задает, вы эти вопросы, пожалуйста, адресуйте либо министру просвещения сейчас, пока идет горячая линия, вот задайте прямые вопросы, почему происходит так. Поэтому, вот, наверное, так бы мы ответили на эти вопросы, потому что нашу позицию вы услышали, я думаю. Да? Но мы двигаемся дальше. У нас еще в рамках вот этого как бы такого небольшого подраздела есть вопрос, связанный с тем, что санитарные нормы и правила по питанию регламентируют время приема пищи для 12-часового пребывания детей, где ужин в 18:30. Детский сад работает до 19 часов. В 18 часов остается 2-3 ребенка из всей группы. Можно ли оставить ужин в 17:15? Если нет, то какой выход? Поэтому я предоставляю слово Светлане Николаевне. Я думаю, что ответ тоже будет... Уважаемые коллеги, ну вопрос немножко странный, конечно, да, потому что, опять-таки, мы возвращаемся к тому документу, который у нас является основным, это к основной образовательной программе. Действительно, наш Санпин, он как бы определяет временные промежутки между приемами пищи, да, и они должны составлять от 3 до 5 часов. Это, безусловно, так, но, соответственно, у каждого условия есть всегда, и в Санпине тоже всегда есть такие поправочки, что с учетом, да, региональных особенностей. Поэтому мы понимаем, что если мы живем на севере, и у нас, безусловно, короткие дни, и родители стараются очень часто раньше забирать своих детей, несмотря на то, что детский сад работает до 19 часов. Я думаю, что это вообще управленческий вопрос, и очень легко его решить в рамках управления. То есть руководитель, соответственно, да, уже прописывая в своем уставе, да, определенный режим, он уже предполагает варианты, да, жизнеобеспечения ребенка, в том числе и по приему пищи. Поэтому я думаю, что в этом отношении, наверное, все можно порешать с точки зрения уже вот руководителя, который берет на себя ответственность, да, вот такого определенного распорядка ребенка по приему пищи, соблюдая при этом нормы от 3 до 5 часов. То есть если эти нормы соблюдаются, мы все знаем прекрасно, что даже если у нас создаются какие-то группы, да, то не может ребенок пребывать без пищи более 3 часов. Поэтому в этом отношении, если эти нормы соблюдаются, то график утверждается, безусловно, в образовательной организации с учетом требований Санпина. Поэтому я думаю, что внутри учреждения этот вопрос всегда можно решить с точки зрения управления.
Мгм. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Если какие-то еще, может быть, не получилось пока вот автору вопроса услышать то, что он хотел, то вы можете конкретизировать этот вопрос. Ну и вот здесь есть у нас в чате предложение от наших коллег, что предложение министру может содержать разработку комментариев к закону об образовании по реализации в детском саду. Да, конечно, оно может, и мы эти предложения уже писали, и еще будем писать. Поэтому тоже, как бы, если у вас есть свои мысли, свое видение, вы просто можете подключиться и написать свое предложение как представители профессионального сообщества. Вот, уважаемые коллеги, о документах вопросы закончились. Теперь мы перейдем, наверное, к качеству дошкольного образования, потому что, ну, так логичнее будет, потому что вопросы тоже связаны с документацией. Здесь у нас поступило 2 вопроса, поэтому я, наверное, Светлане Николаевне предоставлю право выбора сначала, на какой ответить, потому что, ну, как бы они немножечко и идентичны, и разноплановые. Вот, Светлана Николаевна, ну, на какой вопрос? Да, по порядку. Какой инструмент по оценке качества дошкольного образования наиболее приемлем для России? Ну, вопрос имеет некоторые позывы на субъективность, конечно, да, но на сегодняшний день мы однозначно вступили в национальное исследование оценки качества дошкольного образования. На сегодняшний день у нас доминируют 2 как бы направления. Да, это направление по оценке условий, да, пребывания ребенка в детском саду. И второе направление – это направление по измерению, да, вот уровня качества дошкольных образовательных организаций, так называемое мониторинг качества дошкольного образования. Вот этих 2 направления сегодня существуют, они активно работают в рамках оценки качества дошкольного образования в субъектах Российской Федерации, и мы от них как бы не отстаем, то есть мы двигаемся и в том, и в другом направлении. Поэтому, если сказать про инструмент, то, как и все на сегодняшний день, имеет определенное обсуждение, наверное, да, и вот такие этапы апробации, да, то есть этапы поступательного, наверное, движения к введению, к постоянному внедрению, да, того или иного инструментария. Думаю, что мы в этом же периоде, как и с программой воспитания, находимся на таком этапе, да, поступательного движения, апробации, выводов, аналитики, да, хорошей, статистики, опять небольшого обновления, и далее мы двигаемся вот так каждый год, точно так же и с точки зрения применения инструментария. То есть на сегодняшний день мы находимся вот в этом этапе как бы пока еще апробации и как бы возможных содержательных изменений с точки зрения оценки качества, и в том числе инструментария оценки качества дошкольного образования. Поэтому были разные подходы, были подходы, связанные с применением шкал Эйкерс, были подходы, связанные с апробацией диагностического инструментария, но сегодня, вот я уже еще раз повторюсь, мы работаем в 2 направлениях. Это оценка условий, да, и апробация инструментария мониторинга качества дошкольного образования, так называемого МКДО. Вот это 2 направления, которые на сегодняшний день остаются, ну, и принимаются, наверное, да, профессиональным сообществом дошкольного образования. Я бы так ответила. Это вот на первый вопрос. Можно я дополню? Да? И, уважаемые коллеги, здесь еще просто для того, чтобы, ну, кто-то, может быть, не понимал, прошу прощения, не понимает про инструменты качества дошкольного образования, небольшая тоже такая информация. Еще есть 3-й инструмент качества дошкольного образования, который разработали представители ФИРО, Федерального института развития образования, и он посвящен оценке детской инициативы. Поэтому здесь, как бы, получается, у нас шкала Эйкерс, которая направлена на оценку, да, условий образовательной среды в детском саду. Вот эта концепция МКДО 2019 года образца, и также 2019 года образца есть у нас инструментарий, предлагающий оценивать детскую инициативу. Среди профессионального сообщества у нас, как бы, конечно, больше сейчас пока лидирует оценка качества дошкольного образования по шкалам Эйкерс. По условиям, да. Да, то есть оценка именно той среды, которая создана для детей
в детском саду. То есть не оценка ребенка, там, его инициативности и так далее, и так далее. В МКДО, вы знаете, мы сможем сделать МКДО, мониторинг качества дошкольного образования, куда вот вступила наша республика, Светлана Николаевна является региональным координатором. Я думаю, что мы, наверное, более точный ответ сможем сказать, да, Светлана Николаевна, когда мы эту апробацию к ноябрю месяцу закончим, и мы тогда поймем, насколько эффективен инструмент оценки качества дошкольного образования, предложенный Российской Федерацией в 2019 году. Да, Светлана Николаевна? Ну да, я думаю, что, наверное, даже еще и не в этом году. То есть надо сделать несколько циклов для того, чтобы понять, да, вообще как бы именно эффективность данного, применения данного инструментария, потому что, конечно, как бы мы еще только его примеряем в рамках своей деятельности. Ну и второй вопрос – это как обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества в дошкольной образовательной организации в условиях ГосДО, и как правильно разработать диагностический материал, на какие документы надо ссылаться. Коллеги, все организации разрабатывают внутреннюю систему оценки качества образования, учитывая при этом тот имеющийся инструментарий, о котором вот мы сказали выше. Да? То есть мы можем его применять с точки зрения преломления относительно своих условий и специфики региона. Это очень важно. Я думаю, что вопросы по внутренней системе оценки качества, они все еще остаются, как бы пока не совсем, может быть, до конца нами понимаемы, потому что мы сегодня, вернее, не так давно переходили от критериев внутренней системы оценки, указывающих на определенные, будем так говорить, количественные показатели достижений, да, то есть сколько у нас, предположим, там педагогов, участвующих в конкурсах, сколько там у нас, значит, детей, участвующих в конкурсах. Мы от этого сейчас стараемся уходить, потому что внутренние системы оценок, они все-таки направлены на профессиональную деятельность, прежде всего, педагога и достижение качества дошкольного образования на выходе, да, ребенка из уровня дошкольного образования. Вот эти два важных момента, на которых сегодня строится внутренняя система оценки качества дошкольного образования. Очень много подходов на, значит, просторах дошкольного образования. Есть очень интересные подходы. Вот. У нас разработан курс по внутренней системе оценки качества образования. Он непростой, конечно, да, но те, кто желает все-таки как бы, да, вот пройти такое серьезное обучение, может быть, даже не один раз, а как-то циклично поработать, то, соответственно, тот доходит до понимания того, что необходима вот эта хорошая программа по внутренней системе оценки качества дошкольного образования, которая, в общем-то, как инструмент, да, выведет вот эту систему на понимание того, что вообще делает детский сад и каким образом он достигает каких-то результатов, связанных с качеством образовательного процесса прежде всего. Это вот первое, да, что бы мне хотелось сказать. Ну и второе, как правильно разработать диагностический материал, на какие документы надо ссылаться. Не надо разрабатывать диагностический материал и не надо ссылаться ни на какие документы. С точки зрения построения внутренней системы оценки, сама система, она закладывает уже все критерии внутри. То есть разрабатываются определенные критерии, показатели, и к ним разрабатывается определенная шкала, то есть инструментарий оценивания. Все. Если вы этим занимаетесь глубоко, если вы на это выходите, то ваша программа вас обязательно выведет на тот результат, который вы хотите. Если как бы нет, тогда определенная система внутренней оценки качества образования, она будет строиться у вас по типу, опять-таки, вот таких вот количественных показателей, да, то есть чего достигли, как достигли. Ну и вот картинку вам покажет только в вашем количественном выражении. Если вас это устраивает, то, ну, как бы пока устраивает. То есть каждый двигается вот во внутренней системе оценки с уровнем своего понимания. То есть кому-то просто достижение показателей, которые установлены муниципальной службой, которые установлены там где-то еще самой образовательной организации, кому-то этого достаточно, а кому-то нет. То есть тот двигается дальше. Поэтому вот эти вопросы, как и все вопросы сегодня у нас дошкольного образования, они все еще в пути. Да? То есть вопросов много на самом деле по внутренней системе оценки, но то, что мы говорим о том, что сегодня мы разрабатываем какой-то диагностический инструментарий с точки зрения оценивания детей, это недопустимо сегодня, вы все это знаете, согласно закону об образовании. Поэтому с точки зрения как бы выявления, что ли, да, того уровня
качества вообще в целом, есть другие инструментарии, которые нужно изучать и вкладывать в свою внутреннюю систему оценки. Я бы так ответила. То есть качество дошкольного образования, оно никак не может быть связано с оценкой уровня развития ребенка, непосредственного, конкретного, даже любых проявлений его, потому что те условия, которые создаются в детском саду, те педагоги, которые работают с этими детьми, Да. и мне кажется, вот эта оценка их действий, оценка этих условий должна быть на сегодняшний день. Ну, уважаемые коллеги, спасибо за реплики, которые идут в чате, спасибо за поддержку, спасибо за мнение. Поэтому здесь как бы в нашей республике, ну вот пока получили распространение инструментария, это шкала Эккерс, потому что мы участвовали в исследовании 16, 17, 18 год. С 19 года мы участвуем в апробации МКДО, концепции мониторинга качества дошкольного образования. Поэтому так, мы предлагали, когда Федеральный институт развития образования, прошу прощения, когда они выпустили свою оценку детского развития, мы предлагали ряду детских садов Республики Коми попробовать этот инструментарий, просто попробовать, да, потому что такой широкой апробации не проходила. Но как бы откликов положительных мы не услышали. Глубоко мы этот инструментарий не знаем, поэтому судить о нем, насколько он хорош, нехорош, мы не имеем никакого профессионального права. Так, ну и дальше, наверное, очень плавно, поскольку раз мы заговорили о педагогах, мы перейдем к вопросам, связанным именно с педагогами. Уважаемые коллеги, раз вот так у нас зашел разговор, и здесь вот есть, наверное, даже не вопрос, мне бы хотелось с него начать, не вопрос, а такая реплика эмоциональная. На плечи, да, крик души. Поэтому, уважаемые коллеги, мы обязательно это озвучим. Почему? Потому что вчера на круглом столе, в чате, который был при обсуждении, этот крик души тоже очень прослеживался. Значит, он характерен не только для наших педагогов. На плечи воспитателя в последнее время ложится очень много обязанностей. Помимо рабочих моментов на работе, надо прийти домой и, забыв о семье, детях и доме, садиться за компьютер и участвовать в семинарах, вебинарах, курсах, проектах и так далее. Где найти время на семью и детей? А когда нам быть мамой, женой и женщиной? Поэтому, уважаемые коллеги, кто писал это, большое вам спасибо за мнение. Я бы, наверное, ответила очень просто. Каждый расставляет для себя приоритеты, каждый расставляет для себя ценности. Вас никто не заставляет, если вы этого не хотите, придя домой, участвовать в семинарах, вебинарах, курсах и так далее. Если вы этого не хотите, вы должны это открыто сказать, что вы это не хотите делать. И как бы учиться, если есть у вас желание, то вы можете учиться, но когда человек хочет, мне кажется, там преград нет никаких. Вот и все. Я бы так ответила. Все, и это не мешает вам выделить время, заниматься тем, чем вы хотите. Если вопрос, Славка, прошу прощения, если вопрос связан с тем, возможно, как-то невольно, да, просто не получилось сформулировать, что на рабочих местах нужно создавать все условия для того, чтобы наши воспитатели могли повышать свою квалификацию, то есть это в рабочее время учиться, да, и так далее, это, пожалуйста, это каждый детский сад уже волен решать самостоятельно. Есть условия, есть интернет, есть компьютеры, есть там конференц-зал, где вы все вместе собираетесь и обсуждаете действительно важные дела, важные вопросы, а не собираетесь на планерках, на педагогических советах, чтобы просто поставить галочку по проведенным мероприятиям. Здесь вот тот уклад жизни вашего детского сада, Слава Николаевна не очень любит это слово, но те традиции, которые есть, если вы все вместе это делаете, мне кажется, это вот только на плечах детского сада. Да, коллеги, во-первых, да, мы хотим поблагодарить за такой вопрос. Ну, он актуален, это понятно. Да, мы все как бы понимаем этот вопрос, понимаем как бы заботу, да, педагогов о своей семье. Это, безусловно, действительно очень важно. Значит, что мне хочется сказать, уважаемые коллеги, конечно, современный мир, 21 век сегодня, и современный мир, он, конечно, все время повышает требования к педагогу в том числе. Но это и понятно, потому что в любом случае, если мы педагоги, то мы, безусловно, да, несем серьезную ответственность за воспитание детей, общества, будущего поколения и так далее. То есть наша система, она такая социально-педагогическая, то есть она открытая система. И понятно, что педагог, он не просто человек, который
ну, непосредственно отработал, да, с детьми как бы и ушел. А педагог – это человек, который всегда на виду, это публичный человек, это тот человек, который несет вообще-то такую общественно-историческую позицию, наверное, прежде всего для родителей, да, и далее потом для детей, ну и так далее. То есть очень много действительно на плечи воспитателя и вообще любого педагога сегодня вот так вот укладывается. Но очень важно понимать, что непрерывное образование – это наше все сегодня. Вы уже, наверное, понимаете, что сегодня никто не будет за педагогом там ходить, упрашивать, да, что там ты проучись, ты сделай, ты там ночью послушай вебинар и так далее. То есть все зависит от самого педагога, то есть насколько это ему необходимо сегодня. То есть если он понимает, что ему необходимо, вот необходимо, да, действительно это там, научиться, пройти обучение и так далее, то, конечно, он будет это делать и найдет на это время. Если как бы нет, то, соответственно, каждый педагог должен себе понимать, что вот эта зона моего актуального развития, и пока мне вот в ней достаточно, да, мне хорошо в ней, я в ней буду. Но очень важно понимать, что современные дети сегодня, они не дают нам работать в том режиме комфорта, в котором мы привыкли работать, да. Поэтому, конечно, безусловно, каждый раз, встречаясь с детьми, мы должны понимать, что с педагогической точки зрения я сегодня детям несу что-то новое. А чтобы узнать что-то новое, мне надо, конечно же, найти, да, это новое, посмотреть, научиться, подумать, да, выработать какую-то свою позицию, например, по общению с детьми, даже с маленькими совершенно детьми. То есть как бы все время стараться сделать так, чтобы наши дети были здоровы, счастливы, и им было всегда интересно в детском саду. Вот это очень важно. Поэтому если педагог, он стремится к этому, то он как бы и время будет находить. И кроме того всего прочего, знаете, мы еще не всегда, как сказать, используем тот потенциал своего рабочего дня, который у нас есть. Ведь что мы делаем в рабочем дне? Да? Мы все время встречаемся с детьми. И дети все время нам задают интересные какие-то моменты. И вот выходы из этих моментов, да, то есть это ведь тоже хорошие практические уроки для нас. Поэтому использование рабочего дня не как рабочего дня, а как времени для того, чтобы ты свой уровень еще и повышал, ты учился от детей чему-то, и дети задавали нам вот этот путь к чему-то новому, это тоже очень важный момент. Поэтому если мы научимся это делать, то мы можем с уверенностью сказать, что мы вот на пике современности, и это очень важно. А когда мы рабочий день воспринимаем как просто рабочий день, наверное, у нас нет позывов и на обучение. И вообще мне хочется сказать по этому поводу, что сегодня настолько много всего в рамках профессионального развития в целом, да, что, конечно же, как бы педагог иногда даже теряется, да, а нужно ли ему это или не нужно. Поэтому в детских садах, наверное, очень важно проводить вот какие-то такие консультационные часы, когда помочь педагогам разобраться, да, действительно, о чем, в какую сторону нужно двигаться, о чем сегодня вообще говорит сообщество, чтобы быть вот на этом пике, что ли, современности. Этого нам, кстати, очень не хватает. Потому что когда мы начинаем говорить, мы должны понимать, что мы говорим на одном языке. И тогда как бы рабочие моменты, да, будут моментами, связаны с профессиональным развитием. А семья, конечно, безусловно, она всегда остается семьей. И когда ты рад от того, что твои профессиональные сегодня события, они случились с интересом, да, хорошее настроение появляется, педагог не устает, соответственно, он с хорошим настроением идет домой. Понятно, а не садиться за компьютер ночью. То есть вот здесь вот как бы, ну, как бы здесь есть над чем подумать, есть о чем еще поговорить, но тем не менее мы как бы должны понимать, что темпы, которые сегодня задаются, тот уровень, который задается в системе современного дошкольного образования, он достаточно высок в том числе. Да. Спасибо. Ну и вот здесь продолжение, здесь вопрос звучит, и у нас есть аналогичный вопрос.
То есть вот здесь вопрос коллега задает, как решается вопрос о с нехваткой кадров, что работать каждый день по 12 часов очень и очень сложно. И вот у нас есть тоже один из этих вопросов, какие меры принимаются в нашем регионе для решения проблемы кадрового дефицита в дошкольном образовании. Но вот здесь, уважаемые коллеги, сначала немножко я откликнусь на эмоциональный вопрос нашей коллеги. Здесь опять же, ну это моя позиция, вас никто не заставляет это делать. Я понимаю, что есть чувство должествования, что вы не можете оставить там группу, да, я все понимаю, но если эта ситуация вас не устраивает, она вас изматывает личностно, внутренне, вы всегда можете от нее отказаться. Если вы это делаете, значит, это вас устраивает. Раз это устраивает, ну, я всегда говорю, не надо жаловаться. Это вот не без как бы субъектности, безо всего, но это вот такая психологическая простая позиция. У нас есть педагоги, которые работают одни, и они намеренно выбирают работать одними в группе, и они ведут детей, начиная со второй младшей и до подготовительной группы. Не потому, что нету кадров, потому что это их выбор. И, ну, как бы есть, мы такие тоже примеры знаем. Это первое. Ну и второй момент, вот какие меры принимаются в нашем регионе для решения проблемы кадрового дефицита в дошкольном образовании. Уважаемые коллеги, всю ситуацию мы знаем. И вот коллега задала вопрос, да, и то, что у нас происходит старение кадров, и то, что у нас нет молодых педагогов, это действительно так. То, что у нас многие уходят в свободное плавание, да, и вот я все время думаю, что, может быть, поэтому программу воспитания и разрабатывают, чтобы ценность к тому труду, ну, которое вот характерно для нашего поколения, да, что нужно действительно что-то делать, что-то как-то пользу приносить, радость приносить своими руками, а не заниматься только, я не знаю, чем, находясь в сети интернет, рассказывая о том, как ты живешь, и существует только на пожертвования рекламодателей. Но это не совсем правильный подход, поэтому, может быть, вот человек труда, то, на чем мы были воспитаны, может быть, вот это хотят и возродить, поэтому эта проблема есть. Как она решается, ну, Светлана Николаевна, наверное, сможет ответить на этот вопрос. Да, коллеги, мне бы вот хотелось, чтобы мы на эту проблему посмотрели несколько с внешней стороны, да. Вот смотрите, ежегодно, да, как бы, есть как бы, ну, условно, эта проблема делится на две составляющие, да, то есть подготовка кадров, да, и трудоустройство кадров. Если то, что касается подготовки кадров, то сегодня как бы вот поколение, которое идет на обучение, наши молодые так называемые выпускники школ, сегодня они выбирают в большей части среднее профессиональное образование. Это и понятно, поскольку все-таки и как бы вроде как считается и поступить легче, да, и сразу выходишь с большим, хорошим, интересным дипломом разноплановым, и сразу же тебя берут на работу. Наши молодые люди сегодня хотят работать, зарабатывать средства денежные, это и понятно, и очень актуально, наверное, в том числе для нашей республики. То есть я бы не сказала, что на педагогические специальности и направления молодые наши люди не идут. Идут. И это показывает уже как бы конкурс, который идет на педагогические направления уже 2-3 года подряд. То есть как бы педагоги, вернее студенты, они обучаются педагогическим направленностям и достаточно успешно обучаются и так далее. Второй вопрос, который идет, это вопрос трудоустройства. Не секрет ни для кого, для всех, наверное, субъектов Российской Федерации, ну, я, конечно, не могу за всех сказать, но, тем не менее, не секрет тот, что, конечно, заработная плата в системе дошкольного образования, она остается не очень высокой на сегодняшний день, и не всех она привлекает, это понятно. Это первое. Поэтому, конечно, процент, который приходит работать в дошкольной образовательной организации, он в разы меньше, чем выпускники, которые выходят из стен хотя бы среднего профессионального учреждения, среднего профессионального образования. Второй момент, конечно, нужно понимать, что есть такая линия, когда наши будущие выпускники, они просто, ну, немножко
боятся, наверное, да, выходить и работать с детьми, потому что слышат о том, что степень ответственности очень высокая, родители, ну и так далее, да, то есть эта составляющая, она все равно присутствует. И выпускники, они знают, и как бы не всегда, да, могут преодолеть, наверное, вот свой такой дефицит психологический для того, чтобы выйти работать с детьми. Здесь, безусловно, должны быть очень хорошие сквозные практики, может быть, начиная уже с первого-второго курса, когда студент, он видит детей воочию, да, но видите, период наш, который нам много чего сбил на сегодняшний день, он не позволяет выпускникам вообще даже видеть детей, не говоря о том, чтобы как-то учиться работать с ними. И это тоже повлияло на то, что действительно дефицит кадров, он уже как бы нарастает на сегодняшний день. Ну и, конечно же, линия урбанизации, да, населения, когда есть переезды в город, есть вообще миграция, когда люди уезжают из Республики Коми. То есть вот это вот движение, оно в нашем субъекте, оно очень активное, что тоже влияет на нехватку кадров. То есть вот эти причины, они нам как бы всем понятны, все о них знают, это как бы не секрет. Что делается в этом отношении? Ну, безусловно, вы уже, наверное, все слышали, и как бы есть такая ситуация, когда говорят о пересмотре уже заработной платы вообще в целом педагогическим работникам. Это первое. Второе, я считаю, что в нашей республике, несмотря на то, что миграционные процессы достаточно высокие, все-таки мы рады, что у нас есть и учреждения среднего профессионального образования, и высшего образования, которые все-таки готовят педагогов. В других субъектах, не во всех субъектах такой большой арсенал педагогических учреждений есть. И смеем надеяться, что все-таки, да, наши выпускники будут более активно приходить в дошкольные образовательные организации, но муниципальным образованием, наверное, нужно тоже подумать о том, что мы сегодня делаем для того, чтобы выпускник пришел, да, в детский сад. То есть здесь такая общая проблема, сказать о том, что кто-то что-то не делает, наверное, тоже нельзя, и оценить степень влияния, да, и долю влияния каждого в решении этой проблемы, наверное, тоже сегодня невозможно. Поэтому я бы вот так ответила на этот вопрос, но хочется сказать, что не все так у нас печально, все-таки выпускников достаточно много, вопрос только в том, чтобы они все дошли до своих рабочих мест, а вы их ждали с распростертыми объятиями, ну и, наверное, как-то принимали. И еще я бы хотела сказать, знаете, есть такая проблема, которая, она может быть негласная проблема, но есть такая проблема вхождения молодого педагога вообще в коллективы детских садов, да, поддержки. Вот очень много сейчас говорят о наставничестве. И тут я думаю, что да, наверное, нужно подключиться и управленческому составу детских садов для того, чтобы принять этого молодого педагога, чтобы ему было комфортно. Ведь не секрет, что самые сложные периоды вхождения – это первые 3 года для молодого педагога. Вот поддержка его, да, целенаправленная поддержка, она здесь очень важна. Как ее сделать, как ее разработать, как сохранить своего педагога, который только пришел в детский сад, это ведь тоже очень серьезная проблема, которой тоже надо заниматься. Поэтому вот вам всем желаю, чтобы если у вас появились молодые специалисты, вы очень хорошо продумали, как этого специалиста сопровождать с точки зрения коллектива педагогического. Ну, вот такой, наверное, мой ответ будет. Ну да, только молодые специалисты, чтобы их сопровождать, их не надо продавливать. Да, То есть конечно. не надо продавливать свои интересы, свои какие-то, знаете, вот что, ну, я бы так сказала, не совсем современные подходы и взгляды, потому что, форматировать если, надо, да? Если мы говорим о том, что сегодня дошкольное образование строится с учетом интересов, потребностей детей, и что педагог – это тот человек, который умеет слышать каждого ребенка, то ну, не надо. А люди старой формации, я имею в виду, есть такие у нас, как бы разделились, да, которые считают, что взрослый всегда прав, и то, что говорит взрослый, это единственно правильное и верное. Вот как бы такой, поэтому вот есть такие трения между молодыми специалистами, грамотными, хорошими, и между людьми, которые имеют стаж. Надо просто предоставить возможность раскрыться этому человеку, создать условия для того, чтобы он раскрыл свое внутреннее «я». И не ставить ему сразу границы. Это нельзя, это можно, так поступай. Вот, к сожалению, с молодыми
педагогами такое случается. Мы знаем это почему? Потому что мы проводили программу профессиональной переподготовки, когда у нас коллеги приходят даже без педагогического образования. И, естественно, у нас уже есть сравнить, что, как и с чем. И вот здесь я бы еще тоже дополнила. Вы, наверное, знаете, что студенты педагогических направлений с третьего курса уже могут работать и в школах, и в детских садах. Поэтому тоже рассмотрите этот вопрос. Все-таки, когда человек учится, и чем раньше он начинает погружаться в ту профессиональную деятельность, которая ему предстоит, наверное, это будет лучше. И когда-то очень давно было предложение при вузах, любых вузах создавать свои детские сады, и мне кажется, это правильно будет при именно вузах, СУЗах педагогической направленности, чтобы в свободное от работы время студенты могли вот в этом детском саду немножко работать. Когда это будет в нашей республике, я не знаю, но эта идея, она очень хорошая, и мне нравится, что, например, в МПГУ, Московский психолого-педагогический городской университет, у них уже такой детский сад создан, он так и называется «Маленький лис», и где и студенты, и магистранты, и люди, которые завершили обучение в этом университете, работают в собственном детском саду. Он так и называется «Маленький лис», можете набрать его, посмотреть, там одни молодые девочки, и они очень интересно трактуют как раз вот все то новое, что сейчас есть в системе дошкольного образования. Поэтому вот такая практика, она хорошая, она уже доказала свою эффективность. Как она будет спускаться на регионы, я не могу сказать. Но пока будет так, наверное. Да? Поэтому кардинальных каких-то решений сейчас на уровне республики хотелось бы, чтобы они были приняты. Мы будем надеяться, что это сложится и это состоится. Да? Ну и вот здесь пока... Есть еще вторая часть у нас этого вопроса. Рассматривается ли возможность, вопрос от одного и того же педагога, рассматривается ли возможность расширения перечня конкурсов с грантовой поддержкой, да, для педагогов дошкольного образования, в том числе на республиканском уровне? Уважаемые коллеги, конечно, мы сейчас уже вот за такой период, может быть, небольшой, научились, как бы так сказать, участвовать, да, в различных конкурсах, в том числе и с грантовой поддержкой. То есть для дошкольных образовательных организаций, в принципе, на территории Российской Федерации очень много. И я не думаю, что как бы в этом есть какая-то сложность. То есть вы всегда можете найти конкурс, в котором вы можете поучаствовать. Наш институт бесконечно участвует в различных конкурсах, связанных в том числе и с грантовой поддержкой. То есть возможности на самом деле очень большие, они есть. То, что касается конкурса грантовой поддержки на республиканском уровне, в настоящее время у нас есть конкурсы, да, в том числе и с грантовой поддержкой, которые могут быть предложены, и мы их постоянно предлагаем, они вообще-то традиционные, эти конкурсы. Вот. Но здесь бы что хотелось сказать, что из года в год участие дошкольных образовательных организаций, особенно за последние 3 года, оно уменьшается. Вот это мне хотелось сказать со всей ответственностью. А это значит, говорит о том, что даже эти конкурсы, которые мы предлагаем, традиционные, они традиционные на самом деле, они не так сегодня, наверное, актуальны, может быть, для наших педагогов. Мы должны понимать, что если эти конкурсы, они не будут востребованы, то, естественно, они будут исключаться из состава, перечня тех республиканских конкурсов, которые мы заводим. Это первое. Ну и практика показывает на самом деле, что количество участников из года в год уменьшается. И второе, безусловно, ежегодно создается перечень региональных мероприятий, связанных в том числе и с конкурсами, в том числе и с профессиональными конкурсами, в том числе и с конкурсами грантов. Поэтому, коллеги, если у вас есть какие-то предложения очень интересные, да, в рамках, возможно, не просто там, давайте такой-то конкурс проведем, да, а именно хорошие направления конкурсов, которые сегодня актуальны, значимы и помогают развитию дошкольного образования, которые современны, да, на сегодняшний день, вы можете нам прислать свои предложения. Я вас уверяю, мы всегда их рассмотрим, инициируем на уровне Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И я думаю, что перспективно они могут войти в тот перечень, который мы ежегодно составляем. Поэтому не нужно быть такими инертными, да, а нужно все-таки взвесить те конкурсы, которые у нас есть, да,
Мы, естественно, как республиканские конкурсы, не могут быть с большим объемом финансирования, все это понимаем прекрасно, потому что вся ситуация в республике, как бы, она известна для всех, для нас. Но, безусловно, если эти конкурсы, которые появляются от вас как в качестве инициативы, мы всегда их можем рассматривать и предлагать данные варианты конкурсов, в том числе и для спонсорской помощи. Ну и кроме всего прочего, вы все знаете, у нас есть и президентские гранты, да, в которые всегда можете участвовать с точки зрения образовательных организаций, и другие различные виды конкурсов, которые вы всегда можете найти, в том числе и с финансовой поддержкой. Я считаю, ответила. Ну, я бы еще дополнила здесь, потому что, как бы, Светлана Николаевна больше говорила о конкурсах с грантовой поддержкой для образовательных организаций, то есть для юридических лиц. Вот здесь, если мы говорим о конкурсах грантовой поддержки именно для педагогов, для отдельных педагогов, вот я сейчас сидела, размышляла, я, например, не знаю ни одного конкурса с грантовой поддержкой на региональном и всероссийском уровне, кроме 2 конкурсов. Первый конкурс – это «Воспитатель года», но он только на региональном уровне идет с грантовой поддержкой, потому что там за победу грантовая поддержка, она есть, да? Ну, поддержка финансовая. На российском уровне этой поддержки нет финансовой. Ну и второй конкурс – это конкурс от рыбаков фонда, который поддерживает своих участников, победителей. Там, конечно, грантовая поддержка очень хорошая, потому что это привлечение, это такая линия, знаете, государственно-частного партнерства. Поэтому если мы найдем такого инвестора, который очень будет заинтересован в развитии образования, мне кажется, можно предложить конкурс. Вот сейчас даже у нас конкурс идет «Воспитатели России», сейчас республиканский этап закончился, но этот конкурс, кстати, тоже с грантовой поддержкой, но когда уже люди на федеральном уровне побеждают в своих номинациях, то есть они получают непосредственно финансовые средства, сами педагоги. Вот это то, что я могу на сегодняшний день сказать, поэтому как бы дополнить этот ответ, ну, не знаю. Фонд президентских грантов, вы знаете, меня лично, например, у меня тоже свое отношение к этому направлению, потому что в последнее время те инициативы, которые были поданы в фонд президентских грантов, но они настолько банальные, и для этого выделяется очень большое количество финансовых средств, поэтому вот просто есть такая и обратная очень сторона, то есть когда идея, ценность вот этой идеи, ее практически иногда не бывает. Но это мое субъективное мнение, которое я как бы, могу выразить. Ну, а потом, коллеги, надо понять, что такое грант вообще, да? То есть грант – это не денежная поддержка педагогов, по большому счету. Грант – это определенное целевое назначение, которое нужно использовать по тому назначению, для которого оно приписано, да, в этом конкурсе. Поэтому как бы думать о том, что это поддержка чисто финансовая, наверное, тоже неправильно. То есть грант имеет свою как бы составляющую, причем очень серьезную и очень сложную, да. То есть если педагог выигрывает, предположим, как конкретное физическое лицо, он выигрывает в этом конкурсе, то, соответственно, в основном гранты даются на то, чтобы что-то создать. А чтобы что-то создать, то есть открыть, создать, ну, вы сами же понимаете, что это достаточно серьезная работа. Поэтому понятие гранта, да, оно несколько другого характера, и это тоже нужно понимать для себя. То есть если мы с такой целью зададимся, предположим, ну и правильно Татьяна Юлиановна говорит о том, что, безусловно, грант он не может быть только с одной стороны, да, то есть это финансовая поддержка на обеспечение чего-либо, в том числе и с разных сторон, в том числе и со стороны там, организаций, спонсоров и так далее. То есть это такая достаточно серьезная работа. Поэтому как бы, об этом тоже нужно знать, да, прежде чем как бы, участвовать в гранте, да, и так далее. Ну и достаточно жесткие условия в гранте, в отличие просто от конкурсных каких-то испытаний. Это тоже нужно понимать. Так, ну хорошо. И вот здесь у нас еще осталось... еще, вы знаете, тут у нас был один вопрос. Он был таким смешным, но я не могу его не озвучить, потому что, чтобы вот тему конкурсную как бы уже снять, да, что один педагог сделал такое предложение, что за участие в этой пресс-конференции нужен сертификат. Смешное предложение, спасибо вам за него, но оно на самом деле поднимает очень серьезную на сегодняшний день проблему. Это проблему формального участия в таких же формальных конкурсах, которые сейчас предлагаются всем везде. Вот самый главный вопрос, для чего вы это
делаете? То есть для чего вы участвуете в мероприятиях, которые, в принципе, вам не нужны и ничего вам не дают? Это отдельная очень большая тема, и мне кажется, не стоит распылять свою профессиональную честность, да, свой профессионализм на участие в тех мероприятиях, которые вами делаются только ради галочки. Ну или неинтересно, просто Поэтому участвовать. это очень такая серьезная тема, мы бы не хотели сейчас, наверное, ее развивать, это отдельный разговор, на площадке можно ее развернуть, эта тема тоже достаточно больная для профессионального сообщества. Ну и еще один вопрос у нас здесь связан, он такой более уже позитивный, спасибо тоже автору. Изменения в реализации дошкольного образования требуют изменения профессиональных позиций педагогов. Расскажите, пожалуйста, о новых, может быть, малоизвестных практиках взаимодействия старшего воспитателя и педагогов, которые способствуют решению выше обозначенной ситуации. Вот авторскую интерпретацию сохраняем, поэтому читаем так, как вы написали. Но размышляя на вот этот вопрос, я потом с Светланой Николаевной, наверное, тоже она дополнит, я могу только вам сказать, вот у меня ключевое слово в этом вопросе было малоизвестные практики, да? Поэтому понятно, что у нас в Республике Коми есть инновационные площадки, это все понятно, вы знаете об этом движении, знаете о содержании деятельности инновационных площадок, мы всегда открыты и всегда приглашаем к сотрудничеству. То, что касается малоизвестных практик, вот я бы могла сказать, у нас есть проект в России, который так и называется «Счастливый детский сад». Хороший проект, он как раз основан на создании детского сада, ориентированного на ребенка, да? Поэтому вы можете зайти в этот проект, посмотреть. И, кстати, этот проект, он предлагает нам сотрудничество в рамках работы с командами детских садов. Это первое. Ну и есть еще очень интересный такой проект, видите, все проекты, он называется «Школа Росатома», то есть где объединены образовательные организации городов атомной промышленности. И вот там есть детские сады, они так и называются, детские сады Росатома, в интернете тоже можете найти. И вот есть очень замечательный детский сад «Страна чудес» в городе Зеленогорске Красноярского края. У них выстроено очень интересное взаимодействие и внутри детского сада, и старшего воспитателя с воспитателями. Это такая одна интересная, хорошая команда, которая делает и виртуальные стажировки, то есть много всего интересного. Вот, наверное, об этой практике я бы хотела вам сказать. Ну и вот та практика, о которой я вам уже говорила, это детский сад частный, получается он частный, но принадлежит Московскому государственному психолого-педагогическому университету, на внебюджете, скорее всего, сделанный, называется «Маленький лис». Это вот то самое современное, что сейчас мне приходит в голову для того, чтобы расширить как-то, потому что вопрос поступил от представителя нашей инновационной площадки, поэтому, чтобы расширить такое ваше поле информационное, вы можете заглянуть, найти, посмотреть. Наверное, я бы так ответила. Светлана Николаевна? Да, коллеги, мне бы хочется сказать, знаете, о чем? Вот я бы ответила однозначно, да, что сегодня, на сегодняшний день, вот вопрос понятен, да, что действительно есть сложности в том, когда наши педагоги сложно принимают изменения, когда нужно очень долго убеждать педагогов в том, что действительно вот мы отходим от традиционных моделей, и так далее. Да? То есть вопрос понятен. И я бы на него вот так ответила, что сегодня современный мир, мы все двигаемся в сторону индивидуализации. Прежде всего, да, то есть вот индивидуальной поддержки каждого. Да, это сложно сегодня, мы вот вступили в этот этап, мы понимаем, что этот процесс, он будет сложный, но должно работать два направления. Первое, в чем мы убеждаем нашего педагога? Вот в чем мы его убеждаем? Что надо работать по-новому, а как? Да, сразу задается вопрос. Второе, педагог должен очень хорошо понимать, да, что сегодня никто не будет стоять над педагогом с точки зрения того, что делай так, делай правильно или еще как-то. Да? То есть каждый педагог учится, то есть он идет в этой траектории своей индивидуализации, да, и он учится, проходя по этой траектории, то есть самостоятельно учится. Поэтому вот эта позиция, которая сегодня должна сформироваться в том, что мы простраиваем, да, вот это хорошее движение вперед педагогов в общем направлении, да, то есть мы знаем, куда нам двигаться. Да. И второй вопрос, а как двигаться? Да, то есть мы знаем, как нам двигаться, а как двигаться? То есть мы же
не можем сказать, делай раз, делай два, делай в ногу, да? То есть мы должны показать, что каждый двигается в своем поступательном движении через свою индивидуализацию, да? И поэтому линия индивидуального сопровождения, она сегодня выходит на первый план в работе старшего воспитателя, ну и вообще, кто поддерживает педагогические кадры. Вот эта составляющая, когда мы задаем заданность, что мы все вместе двигаемся, да, в сторону современности, что эта современность, это вот что-то такое, которое мы еще должны для себя уяснить. И второе, а как мы будем это делать? Это индивидуальное сопровождение педагогов прежде всего. И сейчас вся современное сообщество с точки зрения методического сопровождения, оно двигается именно вот в этих траекториях, да, и, конечно, безусловно, дошкольное образование тоже должно это понимать. И мы очень давно и долго, и всегда, вот я сколько помню, мы всегда говорили об индивидуализации, да, сопровождения. Это было всегда, мы строили индивидуальные, если помните, маршруты каждых педагогов, да. Но все это осталось еще в такой позиции, что мы еще пока сами не знаем, что такое маршрут индивидуальный и как бы с ним работать. А сегодня наступила такая точка, что это не просто маршрутизация. Да? Это именно вот индивидуальная составляющая поддержки педагога. То есть, а следовательно, для того, чтобы, как здесь вопрос, какую практику, да, мы можем выработать, то есть практика должна быть своя, ее нужно как бы вместе со своими педагогами простраивать внутри дошкольных образовательных учреждений. И, безусловно, для того, чтобы работать с методическим сопровождением педагогов, нужно очень хорошо знать своих педагогов, да, и пытаться их как-то сопровождать. Конечно, эти вопросы всегда натыкаются на то, что один старший воспитатель, да, даже пусть как бы работая с активом, со своим детским садом, он не может, да, вот каким-то образом индивидуально вот каждого сопровождать, потому что есть другие обязанности, другая работа и так далее, и так далее. Но здесь мы должны очень хорошо понимать эти механизмы. То есть если мы эти механизмы будем понимать, как мы их включаем в процесс сопровождения, как мы работаем с нашими педагогами с точки зрения применения, да, этих механизмов, как мы регулируем эти процессы. То есть, по сущности, старший воспитатель – это сегодня его как бы функция, она становится выше, да, она становится интересней, об этом нужно знать и перестать уже старшему воспитателю заполнять простые отчеты, а заниматься индивидуализацией образования каждого педагога. Только так мы можем что-то в практике продвинуть с точки зрения вот изменений, которые сегодня на нас укладываются. Ну вот я бы так ответила на этот вопрос. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Ну и вот с этим содержанием связан другой вопрос, который звучит следующим образом. Как можно воспитателю выстраивать деятельность с воспитанниками от интересов детей, если нам нельзя нарушать режим дня по санитарным нормам и правилам? А по Санпину воспитатель должен выполнять функцию еще и медицинского персонала. Вот как бы на первую часть вопроса, ну здесь вот она сама себе противоречит, да, то есть вроде человек хочет учитывать, но в то же время есть какие-то границы, которые ставят ему же в его же детском саду. То есть тот же режим дня, тот распорядок. У нас в Санпинах все очень просто прописано, что должен быть определенный распорядок, когда есть время для пребывания ребенка на улице, время, оно есть там, да, есть время приема пищи, которое повторяется через каждые 4 часа, есть продолжительность дневного сна, вот она для такого возраста, например, столько-то должна составлять для раннего, одна, для дошкольного другая, и поэтому, уважаемые коллеги, но это рекомендации. У вас в детских садах, в образовательной программе закреплен распорядок дня, где вот эти моменты, которые связаны с состоянием здоровья, они как бы должны всегда, это всегда так было, должны оставаться неизменными. Все остальное вы можете варьировать, и это в вашем праве, но вы должны, вот знаете, сидя друг перед другом на педагогическом совете, должны четко принять решение, чтобы не было конфликтов у вас. То есть, например, если группа, дети заигрались, и вы на прогулку вышли чуть-чуть попозже, и не полным составом, потому что часть детей осталась играть, и она может
может быть, придет на прогулку через минут 15-20, но они доиграть должны, то вы должны это со своими старшими воспитателями решить, что ну ничего за этого, никакой кары не будет. Вообще, мне кажется, процесс очень живой, очень гибкий, и как нам можно планировать деятельность детей от начала до конца и как бы закреплять жесткие распорядки дня. Это просто невозможно. Вы же сами по себе знаете, если деятельность разворачивается, своя собственная, иногда временные рамки, они для нас просто являются катастрофой. Поэтому вот я бы так, наверное, ответила, как можно. Можно, только надо договориться друг с другом, чтобы, если вы боитесь, что вы будете как-то порицаемы, наказаны, да, то надо изначально договариваться, что если вы на стороне ребенка, на стороне интересов детей, на стороне того процесса, который построен с учетом интересов и потребностей детей, их желаний, то никакого нарицания, порицания, наказания вам за этого быть не может. Потому что сегодня вы вышли на 15 минут позже на прогулку, завтра вы выйдете так, как вот сошло оно, да, послезавтра, может быть, еще иначе, не знаю. Процесс очень живой и очень динамичный. Я бы так ответила. Светлана Николаевна. Коллеги, вот если отвечать на этот вопрос, как правильно Татьяна Владимировна сказала, он состоит из двух частей, да. Значит, на первую часть я бы так ответила. Во-первых, нужно понимать, что такое режим дня, да. Вот мы должны понимать, что такое режим дня по Санпину. То есть режим дня по Санпину – это определенные временные, так я сказала, интервалы, да, которые нужно соблюдать. Да, вот они вот временные. То есть, если, вот, как Елена говорит, вышли на 15 минут позже, значит, на 15 минут позже можете зайти. Ничего страшного в этом как бы нет. Да? То есть, вы должны понимать, что ребенку нужно определенное время для сна. Да? Мы почему-то думаем о том, что если мы завели или вывели детей на прогулку, то здесь есть какая-то особенность из движения режима. А когда мы, простите, спящих детей поднимаем всем гуртом ровно без 3 часа, да, то дети еще не проснулись, они должны встать, они должны делать зарядку, они должны там что-то еще делать и так далее. Почему мы к этому вопросу не подходим гибко? То есть если мы говорим о режиме дня, то режим дня – это определенные промежутки, интервалы времени, которые нужно соблюсти. Если ребенок сегодня у вас заснул не в 12 часов, а в 12:15, а то и в 12:30, следовательно, он, естественно, проснется позже, да? Потому что свой интервал по физиологии ребенок как бы берет, будем так говорить. Поэтому режим дня, безусловно, должен быть гибкий. Вот про гибкий режим уже говорили, переговорили, не знаю с какого года, да, Татьяна Владимировна, что есть незыблемые как бы единицы, да, а есть гибкие единицы, которые, конечно же, образовательная организация сама простраивает для себя. Мы ведь в разных условиях живем. У кого-то световой день один, у кого-то другой, да. Тем не менее, да, как бы это все нужно учитывать. И все это в компетенции образовательной организации. Да, Санпин нам регулирует эти временные периоды. Они должны быть соблюдены, никто с этим не спорит. Но гибкость, да, режима, она тоже необходима для детей. И второй вопрос. А по Санпину воспитатель должен выполнять функцию медицинского персонала? Не должен. Не должен. Да? Осмотр детей, воспитанников – это составляющая, которую нужно правильно организовать. Поэтому не нужно думать о том, что воспитатель выполняет еще функции медицинского персонала. В разных детских садах это организовано по-разному, и руководитель, прежде всего, должен понимать, как это организовать. Чтобы не было таких вопросов по варианту, что я еще и выполняю функции медицинского персонала. Я думаю, что организация вот этого процесса по осмотру детей, да, в рамках приема, она, в общем-то, должна быть сделана так, как положено ее сделать, а не рассматривать ее с точки зрения перекладывания функций. Это не совсем правильно. Так, спасибо, Светлана Николаевна. Ну и еще как бы у нас 2 вопроса, 3 даже вопроса, которые вот в рамках направления об образовательном процессе есть. Это даже не вопрос, уважаемые коллеги, это просто как вот, может быть, даже предложение для того, чтобы можно было подискутировать. Поэтому я их зачитаю и, может быть, просто как-то немножко прокомментирую, потому что это все вопросы, они не предполагают каких-то ответов однозначных, да, и там, смотря что интересовало авторов. Значит, первое – это проектирование и осуществление образовательного процесса в онлайн-условиях.
Второе – это обучение и воспитание детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра. И третье – это планирование в детском саду. Это все такие очень большие блоки. Я бы сказала следующим образом. О планировании в детском саду, дорогие коллеги, подходы меняются, подходы изменяются. Если вы хотите узнать об этом более подробно, приходите к нам учиться. Больше я ничего не могу вам сказать, потому что это не тема для, как сказать, это даже не вопрос. Просто знайте, что подходы другие к планированию образовательного процесса в детском саду, нежели чем они были раньше. Это первое. То, что касается обучения и воспитания детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра, единственное, что я пока сейчас могу сказать, что, к сожалению, до сих пор примерная основная образовательная программа, примерная адаптированная образовательная программа для детей с расстройством аутистического спектра до сих пор еще не утверждена. То есть среди перечня тех программ, которые уже размещены у нас в реестре примерных основных образовательных программ, этой программы пока нет. Поэтому очень сложно судить о том содержании, которое дается для дошкольного образования этих детей. И то есть это такая очень отдельная тема для тоже отдельной профессиональной встречи, да, Светлана, думаю, вы со мной согласитесь. Да, очень сложная тема. Она тема непростая, поэтому что здесь, видите, и авторы-то, наверное, сами, они пока сложно им сформулировать вопросы. Ну и то, что связано с проектированием и осуществлением образовательного процесса в онлайн условиях, знаете, уважаемые коллеги, я только могу сказать свои размышления. Мне кажется, это направление будет развиваться. И вы знаете, с чем это связано? Это связано не с тем, что мы такие нехорошие, да, а это связано именно с нехваткой педагогических кадров. Знаете, вот как сейчас развивается телемедицина, то есть онлайн-консультирование узких специалистов, которых не хватает на местах. Это неправильный подход. Да? Врач должен видеть своего пациента, но, к сожалению, случается так, что в глубинке врачей нет узких специалистов. Да что говорить, у нас в Сыктывкаре их не хватает. И поэтому телемедицина, когда узкие специалисты из Российской Федерации тебя консультируют и тебя ведут до того момента, пока ты сделаешь, состояние здоровья поправка произойдет, конечно, за это надо платить, я понимаю, да? Вот. То здесь, мне кажется, это тоже имеет место быть, когда хорошие педагоги, хорошие воспитатели будут сопровождать детей из разных уголков Российской Федерации, если не будет кадров на местах. Это первый момент, поэтому онлайн общение как? Ну и второй момент, у нас очень хороший опыт накоплен у инновационных площадок именно по онлайн построению, я бы так сказала, образовательного процесса для детей дошкольного возраста в условиях семьи. То есть без семьи это невозможно. Дети маленькие, дети сидят 3-4 года перед компьютером сидеть и получать какое-то образование невозможно. Ну и третий момент, комментарий, в Москве есть московская электронная школа, такой же есть и московский электронный детский сад. Поэтому там эта линейка, но она связана только на занятиях. То есть коротенькие занятия даются с детьми. Она тоже есть. У наших узких специалистов, психологи, логопеды и так далее, они тоже эту линию преследуют. Поэтому, наверное, это будет иметь место быть и в будущем. Вот я бы, наверное, так сказала. Слава, главное что-то дополнить. Коллеги, я только хочу дополнить один простой момент, что нам сегодня, что сегодня мы можем сделать. У нас достаточно много и консультативных пунктов, и дошкольное образование, оно, в общем-то, удерживает серьезных специалистов в рамках своих штатных единиц, да, и, безусловно, мы понимаем, что, да, есть какие-то вопросы, связанные с удаленностью, да, там, где детки у нас по разным причинам не могут присутствовать в детском саду. Я считаю, что первое, с чего нужно начинать, это с консультаций специалистов, потому что есть вопросы, да, ведь не просто так ребенок дома остался, то есть какие-то сложности, есть какие-то дефициты у родителей, чтобы помогать нашим родителям все-таки снимать эти дефициты, да, каким-то образом, да, подсказывать, чем занять ребенка, потому что не всегда родители умеют занять своих детей, находясь в каких-то условиях дома или в стационаре, или еще там где-нибудь удаленно, даже на отдыхе, да, в том числе. Значит, это первое. Поэтому работа специалистов в этом ключе, она, на мой взгляд, обязательна, потому что мы сегодня говорим вообще о консультировании родителей, да, в разных проявлениях, и почему-то у нас как-то вопрос остается, что мы консультируем только очно,
А ведь онлайн дает такие возможности вообще консультирования, просто потрясающие. Поэтому эту возможность использовать обязательно нужно для специалистов прежде всего. Ну и второй момент, вот педагоги говорят, вот не хватает времени на общение с родителями. Ну, а почему мы не можем пообщаться с родителями также онлайн, да? Да, мы замечательно сегодня сделали группы там в социальных сетях, переписываемся, пишем и так далее, и так далее. А почему не встретиться онлайн? Сегодня мы назначаем встречу онлайн с воспитателем Ивановой, там, Ниной Ивановной, которая нам сегодня такие интересные вещи расскажет вообще в целом. Да, не говоря там о родителях этой группы, почему она со всеми родителями не может пообщаться. То есть вот такие хорошие моменты, которые сегодня мы можем использовать в рамках вот этой деятельности, их нельзя упускать из виду. Поэтому, коллеги, уважаемые, возможности есть, их нужно использовать, их нужно каким-то образом транслировать для родителей, потому что вот вопросы уже о родителях начинают возникать, да, о том, что как привлечь. А вот, пожалуйста, нужно понимать каждому родителю, что мы можем до него дойти сегодня с учетом встреч, очных или онлайн-встреч, или еще как-то и так далее. Сегодня родитель у нас бежит с телефоном молодой, да, и он вас уже слушает. Как это хорошо. А у него есть проблемы, и достаточно много, да и не только проблемы, вопросы какие-то. Поэтому надо учиться сегодня выстраивать все взаимоотношения, да, все контакты, которые у нас есть, и все возможности использовать для того, чтобы наш родитель, да, не отрывался от своего ребенка прежде всего. Я не говорю о детского сада, а от ребенка своего. Потому что молодые родители, они, конечно же, сегодня должны понимать, что самая важная их задача – это воспитание детей. И вот это в рамках постоянного общения, да, постоянного понимания того, что педагоги, да, все время в контакте с родителем, это дает родителю понимание, что он не один, а следовательно всегда может обратиться в детский сад. Вот это очень серьезный момент, над которым надо всем научиться работать не просто в социальных сетях. Ну вот я бы так дополнила. Спасибо. Ну и мы плавно переходим к блоку, связанному с вопросами о родителях. Их было два. Уважаемые коллеги, сразу зачитаю оба вопроса, ну, потому что у меня на них один ответ. Возможно, Светлана Николаевна будет два разных ответа. Значит, спасибо авторам за вопросы. Значит, первый вопрос. Нежелание родителя участвовать в образовательном процессе. Как вовлечь родителя? И второй вопрос. Что делать с родителями воспитанников, которые конфликтуют и беспричинно жалуются? У меня ответ очень простой. Надо быть и детскому саду, и группе, и воспитателю очень открытыми для родителей, чтобы родители могли заходить в группу, включаться в образовательный процесс, чтобы родители, как Светлана Николаевна сказала очень хорошо, могли в любой момент почувствовать поддержку воспитателя, именно какие-то квалифицированные советы, да просто хотя бы даже зайти в группу, поиграть с детьми, со своим ребенком, с другим ребенком. То есть как бы вот эта открытость, она должна быть. Родители когда конфликтуют, когда жалуются, когда все закрыто. То есть они не могут достучаться, они не могут увидеть, как живет их ребенок, они не понимают, что происходит в детском саду, они не могут достучаться до воспитателя, чтобы получить тот ответ, который они хотели бы услышать и который бы им помог. Это человеческие отношения. Поэтому здесь, мне кажется, вот эта открытость, а ее, к сожалению, сегодня у нас нет. И открытость, она может быть как реальная, то есть вход в группу, да, вы сейчас скажете, что пандемия, родителям запрещено и так далее, и так далее. Но это может быть и виртуальная открытость тоже того, что происходит. Это просто надо думать, как это сделать. Ну и вот в последнее время мы встречались с рядом коллег наших, представителей неинновационных площадок, сразу скажу, и они сказали очень большой плюс тому, что родители сейчас не присутствуют на праздниках, то есть в формате, я так скажу, традиционных праздников. Хорошо, что родителей там нет. Вот. Почему? Потому что сложно еще нам перестраиваться и делать, например, совместные праздники с родителями, да, когда родители не зрители, а участники. И тогда, то есть тут много таких моментов, но это все я отношу только к открытости
и как бы к погружению родителей в образовательный процесс. Вот все программы, которые мы с вами составляли, образовательные программы, если будем составлять программы воспитания, ну, условно говоря, да, все это надо обсуждать с родителями, просто обсуждать. Вот так же, чтобы принимать их предложения, мнения. Много ли из вас это делали? Я думаю, что практически никто, когда составляли образовательные программы. Вот эти все вещи, такое погружение должно быть полное, и доверие должно быть полное между родителями и между воспитателями. И какое-то единение во взглядах воспитания ребенка. Потому что если родитель считает так, а воспитатель считает так, они никогда не договорятся. Вот, наверное, я бы так ответила, чтобы долго не говорить. Светлана Николаевна. Коллеги, у меня вот такие моменты есть, которые вот и из опыта, из практики, и из экспертной деятельности, они, наверное, вытекают. Да? Значит, первое, почему родители не участвуют в образовательном процессе? Наверное, знаете, тут нужно, вот, во-первых, нужно всегда выработать позицию, да, что родители – это не отдельные какие-то люди, да? То есть родители – это продолжение детей. Да, или наоборот, да, Татьяна Ильяновна подсказывает, или наоборот, да, то есть вот первоисточник, да, детей. Значит, это первое. Но мы ведь все равно их не принимаем такими. То есть это такая профессиональная позиция, которую тоже нужно менять. Вот на сегодняшний день ее нужно поменять. Да? Постепенно, поступательно, всем миром ее нужно поменять. Что родитель, он неотделим от своего ребенка. Какой бы он ни был. Мы очень часто говорим о родителе, что вот он такой, сякой и так далее. Не надо об этом говорить, пожалуйста. Надо просто понимать, что родитель и ребенок – это единое целое. Вот единое целое. Это первое. Это тоже очень сложная позиция, которую я понимаю, в раз ее не поменяешь. Да? Это первое. Второе. Нежелание родителя участвовать в образовательном процессе. Образовательный процесс относится, конечно, к прерогативе, наверное, детского сада. Да? Что мы хотим от родителя? Мы должны понимать, что мы от него хотим. Если мы хотим, чтобы он пришел и сел на наши образовательные мероприятия, это один вопрос. Если мы хотим, чтобы он что-то сделал для нас, это другой вопрос. Надо понять, что мы хотим от родителя по его участию в образовательном процессе. Если он вам на выставку не приготовил материал, это не значит, что он отказался участвовать в образовательном процессе. Понимаете? Вопрос в чем? Что мы от родителей хотим по участию в образовательном процессе? Это вот второй момент. И третий момент, как вовлечь. Вот Татьяна Ильяновна сказала об открытости. Конечно, безусловно, родитель должен все знать. Но вот мое мнение такое, смотрите, когда мы встречаемся с родителями, когда 5 минут при встрече утром, да, 10 минут при встрече вечером. Причем разные воспитатели это могут быть, да, то есть утром встречает один, вечером встречает другой. Разные воспитатели, разные мнения, разные позиции, разные подходы и так далее. Мое глубокое убеждение, что все-таки мы должны выбирать время для встреч с родителями. Вот просто выбирать хорошее время. Общегрупповой ли это будет какой-то контекст, общедетско-садовский ли контекст, не знаю. Нужно здесь очень хорошо подумать, но встречи очень нужны. Иначе вот эти конфликты, о которых вы говорите, они будут нарастать. То есть педагог, воспитатель, два воспитателя, которые работают в группе, они должны понимать, когда они встретятся со своими родителями. Это не формат родительских собраний, которые мы проводим раз в месяц, о которых мы говорим о каких-то организационных вещах. Это встречи, которые волнуют, вот как мы сегодня собрались с вами, да, по вопросам, которые волнуют вас. Точно так же мы должны встречаться с нашими родителями по вопросам, которые волнуют их. И это нужно взять за традицию, для того, чтобы родители понимали, да, еще раз, что о них думают, что отвечают на их вопросы. И тогда, возможно, на второй вопрос, когда конфликты, наверное, может быть, их будет меньше. Вопрос о жалобах, да. Но мы все живем в правовом поле, и мы понимаем, что мы должны это понимать, что и поставить себя на место родителя и ребенка, да, что если какая-то проблема существует, то есть откуда жалоба-то идет, да, от неправильного общения, да, от нарушения каких-то требований, от какого-то мнения субъективно глубокого и непонятного, да. То есть мы должны понимать, что мы, как бы, если это мы снимаем каким-то образом, то, наверное, жалоб будет меньше. Мы должны понимать, что родитель сегодня, он также защищен законом, как и все образовательные организации наши. Поэтому, если возникает определенный конфликт, мы должны понимать, откуда он вырос,
как его разрешить успешно, для того, чтобы это как-то не вылилось, как снежный ком. И вообще очень неприятно, когда мы слышим, видим, читаем о конфликтах между педагогами и родителями в детских садах. Такого в принципе априори не должно быть, потому что детский сад – это такое золотое учреждение, да, которое делает все для детей и их родителей. Вот это задача, которая должна быть решаема. И она задается на государственном уровне, и нужно ее решать. Я бы вот так ответила. Спасибо, Светлана Николаевна. Я бы здесь тоже два момента. Еще сейчас очень практикуются общение в мессенджерах, WhatsApp и Viber. И вот здесь сейчас уже встала проблема очень такая серьезная о тактичности и деликатности взаимодействия между воспитателями и родителями, Да, в общем чате. Это она действительно сейчас проявляется как проблема. Поэтому здесь тоже, уважаемые коллеги, надо подумать, как быть. Это первый момент. Вот. Потому что это есть. И второй момент. Он связан с тем, что у нас есть уже очень успешная практика в Республике Коми, детский сад номер 11 города Печоры. Она просто есть, и руководитель взял на себя ответственность в том, что каждый вечер родители не в раздевалке забирают своих детей, как это принято, да, во многих детских садах, а родители разуваются, и когда они приходят, ребенок проводит своего папу, маму, бабушку, дедушку, неважно кого, в группу, для того, чтобы показать, что сегодня происходило, что он делал. И вот тогда, я сама лично наблюдала это не один раз, поэтому я могу в это говорить, это успешная практика, и тогда завязывается очень такой, ситуационный разговор между воспитателем и родителем. И можно здесь порешать какие-то вопросы, пока ребенок доигрывает. И это, это так, знаете, очень ненавязчиво происходит. И когда вот мы говорили с коллегами, что, может быть, нужны родительские собрания, да, нужно родителей собирать, они говорят нет, потому что мы их видим каждый день, они вхожи в группу, они с нами, они утром приходят, они делятся новостями, хоть так, поэтому практики есть разные. И естественно, что и в таком детском саду тоже бывают жалобы, тоже родители, когда, может быть, ему не очень нравится, что его ребенок там валяется на полу, он должен сидеть на стульчике. То есть разные моменты бывают, но стараются все эти вопросы решать. Ну и вот Светлана у нас Скопинцева выразила свое мнение, что вы уже все прочитали, кто следит за чатом, что нужно поднимать авторитет педагога. Уважаемая Светлана, к сожалению, запамятовала ваше отчество. Мы вас приветствуем. Вы у нас были участницы конкурса «Воспитатель года». Мы очень рады вам как профессионалу. Здесь с вами полностью солидарна. И, уважаемые коллеги, у нас сейчас вот с завтрашнего дня начинается, с послезавтрашнего, с 25-го начинается всероссийский конкурс. Светлана Юрьевна, да, спасибо. У нас начинается конкурс «Учитель года», всероссийский. 4 октября начинается всероссийский конкурс «Воспитатель года». И, насколько мне известно, вот эта декада с 4 октября по 10, она будет полностью посвящена учителям и воспитателям. То есть должна пойти очень широкая рекламная кампания о труде педагога, учителя, воспитателя, чтобы действительно такое положительное мнение, Светлана Юрьевна, абсолютно правы, к учителю, к воспитателю, оно формировалось. Потому что то, что происходит в последнее время, это предмет для дискуссии, и отношение к лицам, которые представляют педагогические профессии, мы согласны с вами, что, может быть, не таким оно должно было быть. Поэтому, да, я соглашусь. Вот. Ну и, уважаемые коллеги, самые приятные вопросы мы оставили напоследок, потому что они такие должны быть обнадеживающие, ответы на них. Это вопросы, связанные с финансированием деятельности детских садов. Вопросов поступило 2. Мы вас благодарим за эти вопросы, и я думаю, что мы тоже очень кратко, в принципе, Светлана Николаевна уже ответила на это, но тем не менее. Уважаемые коллеги, вопрос. Когда в садах будет нормальное финансирование? Это первый вопрос. И второй вопрос. Когда работа воспитателя будет оплачиваться достойно? Светлана Николаевна, пожалуйста. Коллеги, отвечая, понятно, что мы, конечно, такую серьезную проблему, да, не решим, безусловно, о финансировании детских садов. Я только хочу я не хочу отвечать на вопрос прямо, да, потому что я не могу ответить, я не финансист, мне сложно об этом говорить, но я хочу немножко прокомментировать, да, вот эти вопросы. Во-первых, нормальное финансирование в детских садах. Вы все прекрасно понимаете, что, безусловно, все детские сады получают муниципальное задание, финансируются в том объеме, да,
в котором ваше муниципальное задание сделано, оно вам разработано и дается учредителям, поэтому вот то финансирование, которое есть, другого не будет, да, и мы должны понимать, что проблема-то даже ведь не в том, что там нормальное финансирование, либо еще какое-то финансирование, оно должно быть необходимым и достаточным, да, и поскольку экономическая служба вам муниципальное задание просчитала как необходимое и достаточное, то в этих условиях финансирования мы и выживаем, да, или должны работать и давать качественные результаты. Другого как бы не дано. В связи с этим, конечно, нужно понимать, что у детского сада есть определенные возможности. Вот буквально недавно я была лично в Выжимском районе, в детском саде номер 2, и руководитель очень успешно, активно и очень интересно рассказывал о своей деятельности, да, о том, как детский сад живет, каким образом выходит на различные конкурсы, в том числе с финансовой поддержкой. То есть, конечно, безусловно, нам бы хотелось всем, чтобы у нас было не необходимое достаточное условие финансирования, все-таки избыточные, да, но мы живем в тех реалиях, в которых живем, и поэтому то финансирование, которое есть, оно все ваше. Да? А уже как дополнительно выходить из положения, есть различные управленческие опыты, я думаю, что они достаточно интересные, и если вы с ними знакомитесь, то и встаете на этот путь, а он действительно есть, этот путь, да, то, соответственно, вы можете эти практики рассмотреть и для себя актуализировать. Это вот вопрос на первый вопрос. И вообще понятие нормального финансирования, оно не совсем понятно. Я считаю, что на сегодняшний день необходимое и достаточное финансирование функционирования детского сада, оно зависит от тех объемных показателей, которые у вас есть. Вот и все. То есть другого вам пока не дано. И вопрос второй, когда работа воспитателя будет оплачиваться достойно. То же самое, да, я бы хотела ответить, достойно это как? То есть у нас есть возможности, значит, повышения на профессиональную категорию, у нас есть возможности стимулирования педагогов, это внутренняя, конечно, деятельность детского сада, тут заходить в эту деятельность было бы бессмысленно. Если говорить о том, насколько, да, будет заработная плата изменяться, да, во всеуслышание заявляют, что будет она изменяться, эта заработная плата. Каким образом она будет изменяться, мы пока с вами не знаем, будем ждать этих вариантов, да, изменения. И надеемся, что оплата будет достойная. Вот я только это могу прокомментировать. То есть ответы на вопросы я вам прямые не могу дать, а вот прокомментировать эти ответы я смогла, на мой взгляд. Здесь мне бы хотелось только немножечко добавить, что вот вопросы, связанные с привлечением, я бы так сказала, финансирования в соответствии с количеством детей, если я правильно понимаю, да, которые посещают детский сад, оно, к сожалению, приводит всю Российскую Федерацию к обратной реакции, когда в группах по 32, по 40, по 45 детей, и естественно, что воспитателям работать очень сложно, но тем не менее получается, что новые условия, а подходы мы используем старые. То есть надо сразу очень быстро перестраиваться. Согласитесь, то есть нам надо самим очень привыкать сейчас к тому, что надо выходить из своей зоны комфорта. То есть раньше ты работал так, например, у тебя новые условия сегодня, 32 ребенка, ты уже не можешь, например, работать с ними вот так, как ты работал вчера, там, с 15. Поэтому здесь вот такие вещи, они все очень сильно взаимосвязаны. Поэтому, уважаемые коллеги, мы признаем, да, Светлана Николаевна, и мы всегда за разумность вообще подходов в дошкольном образовании. И вы знаете, вот я всегда хочу сказать одну вещь, что иногда бывают замечательные идеи на федеральном уровне, прекрасные идеи во всех отношениях, касающиеся образования, но пока это дойдет до уровня детского сада, произойдет такая трансформация этих идей, что мы иногда даже сами их не узнаем. Поэтому мы желаем вам всегда находить истину, всегда находить верные, наверное, для себя в первую очередь ответы на любые вопросы, потому что ответ на любой вопрос – это ваше внутреннее мироощущение, ваше внутреннее понимание. Никогда не идти против себя. Если вам чего-то не хочется делать,
постарайтесь это не делать. Как, это уже другой вопрос. Всегда находить общий язык с теми, кто рядом, это коллеги, родители. Всегда быть интересными для детей, для тех взрослых, с которыми вы общаетесь, и просто, чтобы у вас были счастливые глаза. Вот, наверное, я бы так хотела завершить какое-то такое обсуждение наше. Поэтому, уважаемые коллеги, на все вопросы, которые были заданы, мы постарались ответить. Если у вас еще есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Возможно, мы что-то не затронули. Мы можем перенести эту нашу дискуссию на 28 сентября, где мы вас очень-очень будем ждать. Поэтому, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте, мы немножечко подождем. Если нет, то мы будем завершать наше сегодняшнее мероприятие. Большое спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, потому что все-таки это ресурс, временной ресурс, и мы благодарим вас. Тоже благодарим. Так что, Светлана Николаевна, не знаю, пожалуйста. Да, коллеги, уважаемые, да, в заключение, мне бы хотелось вот что сказать. Очень вообще приятно, что, вот смотрите, у нас вроде бы и простые вопросы, да, вот я считаю, что они достаточно простые были вопросы. Может быть, кроме программы воспитания, безусловно, да, вот. И то, сколько мы потратили с вами времени, да, для разъяснения данных вопросов в онлайн-режиме. А если бы у нас была очная с вами встреча, то мы бы, наверное, потратили в разы больше времени, потому что, понятно, диалоги идут и так далее. Но мне бы хотелось сказать не об этом. Мне бы хотелось, знаете, о чем сказать? О том, что чтобы мы все-таки не боялись задавать вопросы вообще в принципе. Почему? Потому что когда мы не можем для себя какие-то вопросы актуализировать, да, и посмотреть на них вообще как на вопросы, которые волнуют наше педагогическое сообщество, да, то мы должны отнестись к этим вопросам. И поэтому чем больше вы нам задаете вопросы, пусть они будут вот такие, какие они сейчас были, просто простые какие-то, иногда, может быть, не совсем в тему, иногда, может быть, без ядра вопроса какого-то, да, пусть они будут простые, но, по крайней мере, мы будем понимать, что эти вопросы волнуют сегодня наше сообщество. И мы очень рады, что эти вопросы появились. Надеемся, что такая практика у нас продолжится и дальше, потому что из этих вопросов мы всегда можем сформировать определенные конкретные предложения в адрес органов, да, государственных или там органов исполвласти и так далее. Поэтому, коллеги, мы вас всех благодарим. Огромное вам спасибо. Надеемся на не последнюю, наверное, встречу как в онлайн-режиме, так и в очном режиме. И надеемся на дальнейшее продолжение освещения различных вопросов в рамках современного дошкольного образования. Всем спасибо, с наступающим вас праздником. Да, всего самого доброго, солнца, света, радости, улыбок. И до встречи 28 сентября. Всего доброго, коллеги, уважаемые, еще раз спасибо. До свидания. До свидания, коллеги. Спасибо, что были с нами.